На ее территории могли бы уместиться 10 европейских государств. Коми – необыкновенный северный край. На территории республики более 200 особо охраняемых природных территорий. — 70 тысяч озер и 30 миллионов гектаров леса. Не зря республику Коми называют легкими европейского севера. Огромные сырьевые богатства – нефть, газ, уголь, золото, бокситы, марганцевые руды, кварцевое сырье, минеральные и пресные подземные воды, древесина, торф. Коми можно смело назвать российским Клондайком. Основа экономического потенциала региона – промышленность. По поставкам фанеры, бумаги и картона Коми занимает ведущие позиции в России, экспортирует свои товары в несколько десятков стран мира. Одно из приоритетных направлений развития региона – агропромышленный сектор. Коми – это край нетронутой природы, реликтовых лесов, бескрайних просторов. На территории Коми живут в мире и согласии представители более 130 национальностей. Республика развивает спорт, сохраняет культуру и традиции народов, ее населяющих. Коми – территория возможностей, где реализуются крупные инвестиционные проекты. Республика для жизни, республика для бизнеса, республика реальных перспектив. Республика Коми. С любовью и открытым сердцем. Добрый день, уважаемые коллеги, профессиональное сообщество Российской Федерации, Республики Армении, Узбекистана и Республики Киргизии. Мы приветствуем участников Международной научно-практической дистанционной конференции «Модели развития кадрового потенциала по вопросам изучения русского языка. Идеология, эффекты, перспективы методической и технологической поддержки». Уважаемые коллеги, мы в новом формате проводим данную конференцию. Мы очень рады, что сейчас в онлайн-режиме к нам подключены наши профессиональные партнеры. И, конечно, мы рады, что педагогическое сообщество наших стран сегодня работает в онлайн-режиме. Общее количество участников конференции сегодня будет насчитывать 250 педагогов. В рамках конференции будут представлены доклады 16 спикеров. И, конечно, уважаемые коллеги, самое важное, что данная конференция проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерства национальной политики Республики Коми. Мы сегодня должны представить результаты проекта по поддержке функционирования и продвижения русского языка в странах СНГ. Мы сегодня должны обозначить те результаты, которые связаны с реализацией программы кадрового развития наших педагогов, которых объединяет, конечно же, любовь к русскому языку. Уважаемые коллеги, мы очень рады, что сегодня вместе с нами представители Министерства национальной политики Республики Коми, и я передаю
для приветствия слова Коснаревой Елене Григорьевне. Дорогие участники конференции, Галина Владимировна, позвольте от имени министра национальной политики Республики Коми Галины Ивановны Габышевой поприветствовать на сегодняшнем мероприятии и передать слова благодарности и признательности всем вам за ваш труд и энтузиазм в деле сохранения и развития русского языка, одного из крупнейшего языка в мире и самого распространенного среди славянских языков. И, безусловно, это главное средство межнационального общения наших народов России и ближнего зарубежья. Наша республика национальная. У нас два государственных языка — это русский и коми. И с целью их поддержки, сохранения и развития у нас функционирует региональная программа, которая называется «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми». И исполнителями этой программы являемся все мы. Это органы власти республики, учреждения и организации культуры и образования, а также общественные организации и движения. Дорогие участники проекта, вы не только преподаватели русского языка, вы наши единомышленники. И мы желаем всем вам, конечно, плодотворной работы, творческого вдохновения, благополучия в ваших домах. И мы не забываем, что русский язык является тем средством, который обогащает наши народы, обогащает культуру и, конечно же, наши языки. Спасибо. Спасибо, Елена Григорьевна. Уважаемые коллеги, у нас есть возможность сегодня выстроить работу в рамках видеоконференц-связи. К нам будут подключаться представители Армении, Узбекистана, Киргизии. Вы можете работать вместе с нами в нашем онлайн-чате, задавать вопросы, устанавливать профессиональные контакты. И, конечно, нам важно, что мы все осознаем, мы с вами в едином профессиональном и образовательном пространстве. Уважаемые коллеги, позвольте нам сейчас представить видеоматериал об итогах реализации Коми-Республиканским институтом развития и образования при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерства национальной политики. Итоги проекта «Модель развития кадрового потенциала педагогов русского языка в странах СНГ». Коллеги, подключаем видеоряд. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемое профессиональное сообщество. Я очень рада, что у нас есть возможность вместе с вами включиться в уникальный проект по формированию профессиональных компетенций преподавателей Центров открытого образования русского языка и культуры. Коми-Республиканский институт развития образования приветствует каждого из вас как участника этого уникального проекта.
Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас, участников проекта «Модель адресного повышения квалификации и языковой подготовки в области русского языка и культуры преподавателей Центров открытого образования в Республике Армения, Киргизия, Узбекистан». Коми Республиканский институт развития образования подготовил для вас 9 уникальных программ повышения квалификации. Изучение данных программ позволит педагогам глубже осмыслить особенности преподавания русского языка как иностранного, принципы и методы его обучения, даст возможность увидеть основные методические тенденции коммуникативно ориентированного обучения русскому языку и на фонах. Программы знакомят с основами организации и функционирования русского языка, формируют систему знаний в аспекте преподавания в иноязычной аудитории. Вы познакомитесь с психологическими и психолингвистическими аспектами обучения русскому языку как иностранному. Для вас будут раскрыты трудные аспекты преподавания русского языка на уровне фонетики, грамматики и лексики. Также будут представлены методики обучения аудированию, говорению, чтению и письму как видам речевой деятельности. Данные программы нацелены на совершенствование цифровой грамотности педагогов Центров открытого образования. Модули дают представление о современных технических средствах обучения и информационных технологиях педагогической деятельности. Программы разработаны с использованием современных технологий, что находит свое выражение в использовании ряда инновационных инструментов. Команда разработчиков, команды преподавателей используют сегодня современные интерактивные сервисы обучения. Мы ждем вас, слушателей программ повышения квалификации. Успехов!
уважаемые коллеги. Зовут меня Родов Анатолий Семенович. Рыбина Людмила Ивановна. Наш курс... Формы для привлечения внимания. Культурные, научные, политические. Курсом психолингвистические и психологические особенности. Методики обучения грамматике в курсе русского языка как иностранного. Мы представили видеоряд об итогах проекта. Проект, который был реализован в ноябре-декабре 2019 года. Данный проект носил наименование «Модели адресного повышения квалификации и языковой подготовки в области русского языка и культуры преподавателей, которые осуществляют педагогическую деятельность на русском языке в центрах открытого образования или аналогичных организациях в Республике Армения, Республике Узбекистан, Киргизской Республике. Концептуальная идея проекта заключалась в разработке и внедрении модели адресного повышения квалификации и языковой подготовки данных преподавателей. Нам было очень важно, что мы создали систему открытого электронного обучения на основе принципов коммуникативной, информационной доступности и адресности программ повышения квалификации. И, конечно, нам очень важно представить кратко результаты данного проекта. Уважаемые коллеги, в ходе проекта были достигнуты следующие результаты в соответствии с показателями, обозначенными в соглашении с Министерством просвещения Российской Федерации. Заключены соглашения о сотрудничестве в рамках проекта с центрами открытого образования в Республике Армения, Киргизия, Узбекистан, на основе которых и была сформирована целевая аудитория педагогов, которые включились в реализацию данного проекта. Был разработан пакет диагностических материалов, которые были направлены на изучение профессиональных дефицитов и потребностей преподавателей. Был проведен мониторинг данных потребностей, и именно на основе данного мониторинга определена специфика и тематика программ повышения квалификации. Каждая программа повышения квалификации была объемом 72 часа с обязательным очным модулем. Очень важно, чтобы была реализована технологическая платформа, которая определяла разработку уникальной платформы «Единая система электронного обучения». Мы оснастили оборудованием и создали онлайн-студию, в котором проходила запись всех курсов повышения квалификации. Были созданы для наших коллег зоны профессионального коворкинга и зоны трансляции. Уважаемые коллеги, именно это сегодня позволяет нам работать вместе с вами. Очень важно, что на этой уникальной платформе и были размещены курсы повышения квалификации. Конечно, самое важное, что курсы повышения квалификации были реализованы в Республике Армения. 150 слушателей включились в данные программы. В Киргизии 150 слушателей и в Республике Узбекистан подключились 300 слушателей к нашим программам. Все данные программы проходили в очном режиме и с применением технологий электронного обучения. Очень важно, что по завершению программ повышения квалификации мы провели мониторинг успешности реализации курсов
и сопроводили информационно-медийное сопровождение нашего проекта на российском и республиканском уровне. В средствах массовой информации, а именно на сайте Министерства просвещения Российской Федерации, опубликованы результаты проекта не только в рамках новостной ленты, но и представлена подробная аналитика результатов проекта. Уважаемые коллеги, конечно, очень важно представить саму модель. Вы видите ее на слайде. Предыдущий слайд как раз определяет 4 компонента этой модели. Первый компонент – это платформа единого электронного обучения, которая основана на принципах доступности временной и территориальной. Мы разработали интуитивно понятный интерфейс для каждого педагога, который позволяет независимо от места проживания, от страны проживания успешно обучаться на представленном ресурсе. Уважаемые коллеги, мы получили положительное заключение о данной платформе от наших коллег из Министерства просвещения Российской Федерации. Технологические возможности платформы заключались в том, на следующем слайде вы увидите, что каждый педагог мог регистрироваться на платформе, проходить диагностику, выбирать программу, проходить, конечно же, обучение на основе видеолекций и материалов для самостоятельного изучения в рамках сопровождения педагогами и получать сертификат слушателя. Одним из ключевых преимуществ данного портала является создание личного кабинета для каждого слушателя. Уважаемые коллеги, на данном портале представлена инструкция, которая позволяет каждому педагогу отработать именно механизм взаимодействия с педагогом, который является преподавателем курса. Второй компонент очень важный – это, конечно, диагностика. У нас будет отдельное выступление, которое будет посвящено нашему механизму выявления образовательных потребностей и образовательных профессиональных дефицитов наших коллег. Уникальность диагностики заключается в том, что это адресная диагностика, и в личном кабинете каждый слушатель получает информацию именно в рамках своего профессионального профиля, получает информацию о том, какие программы мы ему рекомендуем. То есть выстраивается индивидуальная образовательная технология, которая реализуется в системе электронного обучения. И, конечно, очень важно, что диагностический модуль, он включает в себя выявление дефицитов и потребностей по таким компетенциям, как предметная, методическая, психолого-педагогическая и коммуникативная. И самое, конечно, важное – это представленные адресные дополнительные профессиональные программы повышения квалификации. Уважаемые коллеги, это 9 программ, которые соответствовали требованиям Министерства просвещения Российской Федерации. Данные программы в объеме 72 часа, и каждая программа включала в себя, как я уже говорила, очный модуль и модуль дистанционного обучения. Программы сформированы на основе образовательных потребностей наших коллег. Они уникальны по содержанию, по своей структуре и, конечно, по привлекаемым преподавателям. Очные образовательные локации в рамках проекта были реализованы в конкретных территориях, локациях Республики Узбекистан, Республики Армения, Республики Киргизии. Все мероприятия проводились на безвозмездной основе, и наши коллеги очень интенсивно работали с профессиональным сообществом. На слайде видите, какая была интересная профессиональная работа и каким образом мы осознавали, что действительно мы существуем, взаимодействуем в едином образовательном и профессиональном пространстве. Уважаемые коллеги, примите еще раз слова благодарности за организацию, за эффективные механизмы взаимодействия в рамках очных сессий. Потому что именно от вас, уважаемые коллеги, от коллег, которые работали вместе с нами, от коллег из Россотрудничества зависел результат нашей совместной с вами деятельности.
Содержание каждой программы снабжалось элементами инновационных механизмов электронного обучения. Мы использовали контенты, и контенты определяют себя технологии и геймификации, и сторителлинга, и действительно именно современные образовательные сервисы электронного обучения, которые в настоящее время рассматриваются как самые актуальные для мирового пространства, были использованы в нашем проекте. Вы видите, коллеги, эти технологии, и действительно педагоги были благодарны за те инновации, в которые они были включены. Уважаемые коллеги, более подробно тоже в одном из выступлений мы расскажем о данной технологии. Конечно, важно, что команда проекта, которая участвовала в его реализации, в разработке программ, она включала в себя кандидатов филологических наук, педагогических наук, методистов и сертифицированных преподавателей русского как иностранного, педагогов-практиков и, конечно, группу наших программистов. Именно такая профессиональная команда позволила нам предоставить те возможности нашим коллегам, которые мы рассматриваем именно как профессиональный результат. Итак, уважаемые коллеги, наши педагоги из стран Армении, Узбекистана и Киргизии получили сертификаты, которые позволяют им продолжать, либо начинать свою профессиональную деятельность как педагогов центров открытого образования, либо аналогичных структур. Внимание обращаю на те цифры, которые действительно были нашими показателями, мы их выполнили. Но мы очень благодарны Республике Узбекистан. 708 педагогов стали нашими слушателями. И сегодня мы понимаем, что мы можем продолжать работать с данными педагогами в контексте государственных задач по продвижению и развитию русского языка. Коллеги, вы послы русского языка, и мы вам очень благодарны. Именно по результатам мониторинга удовлетворенности слушателей были получены положительные отзывы. Мы только несколько отзывов представляем вам, уважаемые коллеги, но мы видим профессионализм наших слушателей. Они оценивают индивидуальную траекторию, по которой они обучались, они оценивают и те инновационные механизмы формирования программ повышения квалификации. И, конечно, очень важно, что они смогли осознать, что их профессиональные компетенции, они теперь на более высоком уровне. Уважаемые коллеги, профессиональная команда Коммерческого республиканского института развития и образования выступила послами русского языка. Мы очень благодарны, что в целях формирования аудитории слушателей были установлены контакты и заключены соглашения о сотрудничестве. Коллеги, мы очень благодарны, и сегодня мы будем подключать вас к нашей международной онлайн-конференции, и вы будете вместе работать с нами, мы надеемся, и в 2020 году. Коллеги, искренние слова благодарности от Республики Коми в ваш адрес. Конечно, хочется обратить внимание на перспективы реализации проекта. Слушателям, всем педагогам, которые включены в наш проект, и в 2020 году предоставляется возможность принимать участие в вебинарах, семинарах, открытых онлайн-курсах на безвозмездной основе. И все эти мероприятия, они связаны с продвижением русского языка. Для эффективного взаимодействия в режиме онлайн мы работаем с нашими коллегами в рамках проекта по формированию кадрового ресурса, кадрового резерва для центров открытого образования. И сегодня наш институт включился в федеральный проект, и мы приглашаем вас принять в нем участие в рамках ведомственной целевой программы научно-методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку, языкам народов Российской Федерации в рамках государственной программы развития образования. Мы будем являться федеральной стажировочной площадкой. К нам подключаются субъекты Российской Федерации, и мы уже запланировали более 40 различных мероприятий. Поэтому, уважаемые коллеги, мы приглашаем вас принять участие в проекте развития кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка. Уважаемые коллеги, мы очень благодарны вам, что вы включились в наш инновационный образовательный проект, который позволил нам сформировать
образовательный контент для педагогов, преподавателей ваших и наших, уважаемые коллеги, республик. В рамках данного проекта сформирована модель дополнительного профессионального образования, которая включает в себя и формальные мероприятия, связанные с повышением квалификации, переподготовкой, неформальное образование, вебинары, семинары и, конечно же, информальное образование, а это конкурсное движение. Уважаемые коллеги, мы будем в ваш адрес направлять информацию о тех конкурсах, которые проходят не только в нашей республике и на уровне Российской Федерации, что позволит нашим педагогам показать свои экспертные и лидерские качества. Уважаемые коллеги, спасибо за профессиональное внимание. Я кратко представлю информацию о результатах проекта. И позвольте мне сейчас подключить в онлайн-студии Якубая Тураевича Рафикова, который представляет узбекскую автономию Республики Коми. Якубай Тураевич, поприветствую наших коллег, которые подключены сегодня к нашей онлайн-конференции. Вам слово. Спасибо. По-своему или как? Да, по-своему, да. Ассаламу алейкум. Hurmatli hamyurtlar, hamkasblar, hammalaringiz avvalo kelgan bahor bayramini chin qalbimdan tabriklayman. O'zim nomidan, o'zimiz hamyurtlar nomidan. Mana Alloh nasib qildi shu yerda sizlar bilan gaplashishga. Juda xursandman. Mana O'zbekistonni haqida qancha ijobiy gaplar bo'lyapti. Biz qayerda bo'lsak ham o'zbekmiz, o'zbekligimizcha qolamiz. O'zimizni bayrog'imizni yuqori ko'tarishga harakat qilib kelamiz. Komi Respublikasida bizni yurtimizdan hozir endi ko'payib qolganlar oliy o'quv yurtlarida o'qishni boshlashdi. Mana Meditsinskiy institutda, universitetda, boshqa nimalarda. Men o'zim Namangandaman. Namangan davlat universitetida 2000-yilgacha ishlaganman. Fizika, matematika fanlari kandidati. Endi taqdir taqozosi shu yoqqa kelib qoldim, lekin shu yerda ham 200 dan ko'p yigitlar ishlashyapti biz qo'limizda. Rus tilini o'rganish sohasiga kelsak, hammalarni qiziqish bilan o'qiyapti. Mana sizlarga katta rahmat, shu masofadan distansionni shu aloqa qilyapsizlar. Xursandman juda. Rahmat. Спасибо. Якубай Тураевич, мы очень вам благодарны. Коллеги, можете в чате нам, конечно, какую-то обратную связь обозначить, задать вопросы Якубаю Тураевичу, но мы очень надеемся, что впоследствии мы будем тоже совместно работать и подключать вас к онлайн-мероприятиям, которые проходят у нас в Доме дружбы народов, благодаря Министерству национальной политики Республики Коми и другие мероприятия, которые важны для сохранения нашего единства. Уважаемые коллеги, мы продолжаем, и следующее выступление у Марины Анатольевны Габовой, нашего проектора по научно-методической работе, диагностика профессиональных затруднений педагогов, технологии проведения и результаты. Марина Анатольевна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинали нашу работу, обучение на курсах повышения квалификации с профессиональной диагностики. Каждый из слушателей эту диагностику проходил, и сегодня мы бы хотели рассказать о том, почему именно так выстраивались диагностические задания и каковы же были результаты прохождения диагностики слушателей. Пакет диагностических материалов был направлен на изучение профессиональных дефицитов и затруднений преподавателей, которые осуществляют или планируют осуществлять педагогическую деятельность на русском языке в центрах открытого образования или аналогичных организациях и структурах. На следующем слайде представлены те документы, на основании которых было выстроено содержание диагностических работ. И, конечно, мы учитывали также компетентностный аспект содержания профессионального стандарта педагога и федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности педагогическое образование. Диагностические материалы разработаны в тестовой форме. Все они представлены на нашей электронной платформе, которая построена на основе платформы Moodle.
Содержание определялось на основе компетентностного подхода. Диагностические материалы позволяют выявить не только знания, но и умения педагогов и создают условия не только для контроля уровня подготовленности обучения, но и для развития личности педагога в целом. В наших диагностических работах были использованы различные типы тестовых заданий, те, которые позволяют реализовать систему Moodle. Первая группа заданий – это задания в закрытой форме, да, которые содержат в себе и основу вопрос, и ответы, элементы ответов, из которых обучающийся должен выбрать правильный ответ. Эти задания оцениваются системой автоматически. И второй вид заданий – это задания в открытой форме. Они предполагают вписать краткий ответ или ответ в виде эссе, и такие задания оцениваются экспертами из числа преподавателей и разработчиков модулей. Приведем примеры типов заданий в закрытой форме. Их всего 4 типа. Вот в данном случае представлен первый тип. Это вопросы с выбором одного правильного варианта ответа. Различная самая структура построения этих вопросов может быть. Да, либо нужно выбрать, где неверно выполнено задание, да, где нужно найти ошибку, либо указать место цифры, да, где пишется двойная буква «Н», либо это вопрос, где нужно выбрать вариант ответа верно-неверно, либо это вопросы, в которых достаточно большие текстовые фрагменты представлены, и нужно выбрать правильный из них. Второй тип вопросов в закрытой форме – это вопросы с выбором нескольких правильных ответов. Да? Система дает подсказку, что нужно выбрать либо один, либо несколько правильных ответов. И вот здесь также представлены различные варианты этих вопросов из наших диагностических методик по выявлению и предметной компетентности, и методической компетентности, психолого-педагогической компетентности, коммуникативной и ИКТ-компетентности. Третий тип заданий – это задания на установление соответствия. То есть у нас задана группа каких-то утверждений, и из выпадающего списка нужно выбрать соответствующие им утверждения. Четвертый тип заданий в закрытой форме – это задание на установление последовательности. Ну, в данном примере представлено подобное задание, да, где дается группа каких-то утверждений, и нужно расположить их в определенной последовательности, то есть выбрать соответствующее число. Задания в открытой форме мы использовали в основном задания, где нужно было вписать краткий ответ. Здесь мы видим примеры подобных заданий из различных диагностических методик. Основные характеристики теста, которые возможно реализовать в системе Moodle, сводятся к следующим. Мы сформировали банки тестовых заданий по каждой компетенции. А для формирования конкретного теста для конкретного каждого слушателя из банка заданий система автоматически включает определенное количество заданий по заданным категориям. Вопросы выбираются системой Moodle случайным образом из банка вопросов, и таким образом в каждом новом представлении, то есть у каждого слушателя, будет свой вариант задания тестового. Система, кроме того, перемешивает вопросы в случайном порядке, то есть последовательность предъявляемых вопросов в каждом случае тоже различна, и последовательно могут предъявляться вопросы из разных категорий. При этом каждый новый вопрос может предъявляться на отдельной странице. Итак, что включали в себя банки заданий для диагностики каждой группы компетенций? Для диагностики предметной компетентности по русскому языку вопросы были разбиты на категории по основным разделам современного русского языка: грамматика, лексикология, морфемика, морфология, орфография, фонетика, орфоэпия, синтаксис, пунктуация. Также представлены различные типы вопросов. Это вопросы с выбором верного варианта, вопросы, где нужно было найти ошибку, установить соответствие, либо вопросы, связанные с редактированием текста. И максимально можно было набрать 30 баллов. Диагностическая работа для диагностики предметной компетентности содержала 30 вопросов из 8 категорий, которые отражают основные разделы русского языка, и направлены на выявление определенных знаний и умений. При этом знания и умения проверяются в объеме изучения предмета русский язык в рамках школьной программы. Кроме того, использовались вопросы из открытого банка заданий ОГЭ и ЕГЭ. Посмотрим, каковы же результаты выполнения данной диагностической работы. Большинство слушателей проходило именно эту диагностическую работу и показали достаточно высокий уровень сформированности предметной компетентности в области русского языка. При этом средняя оценка составляет 71%, да, то есть максимально 100% можно было набрать.
8 участников из 90 участников дали от 95 до 100% правильных ответов, 9 участников от 90 до 95% правильных ответов. То есть достаточно высокий уровень владения предметной компетентностью. Банк заданий для диагностики методической компетентности включал в себя вопросы, связанные с методикой преподавания русского языка. Это вопросы, направленные на организацию языковой деятельности учащихся, на определение целей заданий. Это был подбор заданий для решения конкретных дидактических задач, выбор методов и приемов обучения в соответствии с заданными условиями и поиск ошибок в реализации методов и приемов, применяемых учителем. Тестовая работа включала 30 вопросов, случайным образом выбранных из банка заданий. Эти вопросы выявляли определенные знания и умения, например, знание коммуникативно значимых норм литературного языка, знание основных принципов и правил русской орфографии, владение речевыми нормами, владение языковыми нормами и так далее. Ну и, конечно, это знание основ методики обучения русскому языку и понимание связи методики с другими науками. Каковы результаты по данной диагностической работе по методической компетентности? Средний уровень владения методической компетентности в области преподавания русского языка среди тех, кто данные тесты выполнял, составляет 48,3%. Только 2 участника из 42, которые выполняли данную диагностическую работу, дали более 80% правильных ответов. И наибольшее число участников дали 30 до 80% правильных ответов. То есть мы видим, что в целом наблюдаются определенные трудности методического характера у педагогов, выполнявших данную диагностическую работу. Банк заданий для диагностики психолого-педагогической компетентности включал задания, связанные с психическими процессами, с психологическими особенностями учащихся, с дидактическими основами обучения, нормативно-правовыми основами образовательного процесса, технологиями обучения, основами и технологиями воспитания. Максимальное количество баллов можно было набрать 25. Диагностическая работа включала в себя 25 вопросов из 5 категорий, которые выявляют владение психологической и педагогической терминологией, знание основных психических процессов, основ дидактики, основ теории воспитания, владение педагогическими технологиями, издание нормативных документов. Основные результаты по данной диагностической методике. Это мы видим, что сегодня психолого-педагогическая компетентность учителей сформирована на среднем уровне. Средний балл 59,3%, и при этом менее 50% правильных ответов дали 31,8% учителей из тех, кто данную методику проходил. Диагностика коммуникативной компетентности включала вопросы, связанные с технологиями педагогического общения, с организацией взаимодействия с обучающимися и воспитательный аспект. Максимальное количество баллов равно 20. Диагностическая работа, соответственно, включала 20 вопросов. И каковы же результаты по данной диагностической методике? Здесь мы видим, что коммуникативная компетентность учителей сформирована на высоком уровне, 33,3% ее продемонстрировали, и на среднем уровне 29% показали. Средний балл по данной методике составил 74%. При этом менее 50% правильных ответов дали только 22% учителей. И по диагностике ИКТ-компетентности были представлены задания, связанные с основными понятиями, методическими аспектами использования ИКТ-технологий, дидактическими возможностями средств ИКТ. 25 вопросов методика включала. И по результатам мы видим, что ИКТ-компетентность учителей сформирована на среднем уровне. А средний балл составляет 62,5%, менее 50% набрали только 6% учителей. То есть достаточно высокий уровень владения предметной компетентностью, психолого-педагогической компетентностью, ИКТ-компетентностью у педагогов, выполнявших диагностические задания, мы можем констатировать. Результаты диагностики мы учитывали при разработке образовательного контента. На следующем слайде можно увидеть, в каком виде педагог, проходивший диагностику, видит свои результаты. Мы видим общую оценку, и даются для педагога рекомендации. Вы дали от 60 до 80% правильных ответов, у вас сформирована методическая компетентность в области преподавания русского языка, однако выделяются определенные профессиональные дефициты. Они перечисляются и даются рекомендации по прохождению обучения по одному из модулей наших программ. Уважаемые коллеги, у меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, можете в чате их обозначить, мы на них ответим. Спасибо, Марина Анатольевна. Уважаемые коллеги, я хочу вам сообщить, что сейчас уже подключено у нас 302
участника, поэтому мы очень рады, кто к нам подключается. Сразу хочу сказать, что у вас будет возможность и в офлайне посмотреть нашу конференцию. А мы продолжаем. Уважаемые коллеги, в онлайн-режиме к нам присоединяется Республика Армения. Сона Рутюновна Сараджан, заместитель начальника отдела русского языка и образования Российского центра науки и культуры в Ереване, и Баласанян Лилия Гургеновна, президент Армянской ассоциации русского языка и литературы, кандидат педагогических наук, доцент. Уважаемые коллеги, Российская Федерация, Республика Коми рады вас приветствовать, и вы сейчас будете на прямой связи со всеми республиками, которые принимали участие в проекте. Общее количество участников конференции 301 участник. Уважаемые коллеги, начинаем работать вместе с вами. Мы подключаем вас, вам передаю слово, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемая Галина Владимировна. В первую очередь позвольте поприветствовать всех коллег, которые сейчас вместе с нами. А я знаю, что вышли на связь и наши друзья из Киргизии, из Узбекистана, также вот наши коллеги из города Капан, где вы проводили курсы повышения квалификации в декабре, они тоже с нами на связи, Карапетян Элли Шагеновна и Агафанян Людмила Арамаисовна. Спасибо большое. Конечно же, хочется выразить благодарность за приглашение принять участие в международной дистанционной научно-практической конференции. Это прекрасная возможность пообщаться с коллегами, обменяться опытом. И тем более в эти непростые времена вы знаете, что сейчас в Армении объявлено чрезвычайное положение, и мы работаем, скажем так, в непростых обстоятельствах, условиях. И, конечно же, большое спасибо Лилии Гургеновне, которая пришла сегодня к нам в Российский центр культуры и присоединилась к работе конференции. Хочется, конечно же, выразить благодарность вам за тот профессионализм и то, как вы провели курс повышения квалификации, потому что наши учителя высказывали, конечно, передавали свои отзывы нам, и им очень понравились ваши материалы, все, как вы провели. И, конечно же, хочется сказать, что русский язык является исторически признанным средством межкультурного общения между Россией и Арменией, объединяющим началом, которое позволяет достигать взаимопонимания, создавать общую культурно-языковую среду общения. После распада Советского Союза, конечно, сфера распространения русского языка в Армении сократилась, но и в настоящее время в республике отмечается достаточно высокий уровень владения русским языком. Русский язык преподается как обязательный предмет. Его изучение осуществляется на всех уровнях – в среднем, среднеспециальном и высшем. И так как мы сегодня говорим о центрах открытого образования, которые планируется, что они будут открываться, в том числе и в Республике Армения. Хочется сказать о той работе, которая проводится Российским центром науки и культуры. В 2019 году мы начали открывать центры русского языка в общеобразовательных школах Армении. Уже в 4 школах работают такие центры. Первый центр был открыт в марте прошлого года в старшей школе номер 198 совместно с Российской общественной организацией Евразийский народный союз. А следующим шагом стало открытие центров совместно с крупнейшей в Армении страховой компанией Росгосстрах Армении. В основной школе номер 6 имени Сайро Ханзадяна города Горис Сюникской области, в основной школе номер 181 города Еревана и в средней школе имени Ваче Ростомяна села Грибоедов Армавирской области. И в этом году у нас в планах открыть еще 5 центров в образовательных учреждениях Армении. Позвольте передать слово Лилии Гургеновне, которая именно выступит с докладом некоторые методические аспекты повышения профессионального мастерства учителей русского языка в системе образования Республики Армения. Пожалуйста, Лилия Гургеновна. Добрый день, уважаемые коллеги.
Рада слышать вас, видеть. И также присоединяюсь к Сона Родионовне и передаю привет всем тем коллегам, которые работают во многих наших странах, потому что мы остаемся друзьями, коллегами. И я думаю, на будущее на базе вашего университета можно будет создать какое-то сообщество, наверное, людей практики, науки, культуры, скажем так, представителей пригласить. Так что планов, как всегда, достаточно много. Остается надеяться на то, что все у нас получится. Итак, мой доклад, о котором заявила Сона Арутюновна, я хочу... Не стану повторяться относительно открытия центров, относительно тех центров, какими мы их видим, поскольку понятно, что каждая страна, получив такую возможность, она вкладывает в содержание работы центра ту идеологию и ту методическую службу, которая сегодня так необходима нашим коллегам, нашим учителям. Уважаемые коллеги, свое выступление я разделила на 3 части. Ну, скажем так, это будет небольшой краткий экскурс в историю методики преподавания русского языка как неродного в армянской школе. Обзор современной системы, очень краткий. И попробую рассказать вам о проблемах подготовки и переподготовки учителей русского языка республики. Итак, экскурс в историю. В Армении школа является оплотом политического, национального существования армянского народа и залогом прогресса и сохранения национальной идентичности. И вам тоже это знакомо, потому что каждый народ стремится сохранить и свою культуру, свой язык, свою историю. И поэтому для нас очень трогательно и знакомы все те чувства, которые народ вкладывает в свою историю. И еще в 1774 году астраханская армянка Клеопатра Сарафова, она была взята Екатериной II ко двору, и к высочайшему двору императрицы Екатерины Алексеевны, и по красоте ею названа Клеопатрой. В 1788 году Сарафова по поручению Екатерины II написала учебную книгу, которая состояла из армянского и русского букварей и методики обучения русскому языку армянских ребятишек. А это, коллеги, в принципе, билингвальное обучение. Я подготовила, честно говоря, для презентации вот одну страничку этой книги. Кстати, сама книга находится в Национальной библиотеке Санкт-Петербурга. И думаю, что я представлю вам этот материал, вам будет, наверное, интересно посмотреть его. Вслед за Сарафовой в методику преподавания русского языка в армянской школе внесли свой вклад такие выдающиеся ученые, как Хачатур Абовян, Божешкян, Малхасян, Аламдарян, Айвазовский и другие. Хочу выделить, и вас это заинтересует, Габриэла Константиновича Айвазовского, старшего брата художника Айвазовского, который по тем временам был личностью не менее известной и уважаемой в Европе и в России. Габриэл Айвазовский, будучи священником, разработал для обучавшихся в открытой им Феодосии школе, гимназии армянских ребятишек, учебники и методику преподавания русского языка. На этом я остановлюсь, поскольку все, что связано с советским периодом, с тем взлетом, достижениями, которые имела Армения в плане разработки своей методики преподавания русского языка, я думаю, с этим вы можете ознакомиться и в интернете. Небольшая справка о системе образования Армении. С 1993 года в Армении вошел в силу закон о языке, согласно которому действующих на территории Армении образовательной и учебной системах языком преподавания и воспитания является литературный армянский язык. И, соответственно, были утверждены школы с армянским языком обучения, их свыше 1300 школ, с русским языком обучения их 50, где имеют право обучаться ребятишки граждан Российской Федерации, зарубежья, национальных меньшинств, а также ребята, проучившиеся в России или в других странах 4 или 5 лет на русском языке.
После чего в 1999 году у нас в Армении открылись еще и школы с углубленным изучением русского языка. Их 65. С 1999 года вышел закон Республики Армения об образовании. Позднее были разработаны государственный образовательный куррикулум, картакар на армянском, государственный образовательный стандарт и закон об общем образовании. Тогда же правительство и утвердило наши школы с углубленным изучением русского языка. Структура армянской школы состоит из 3 ступеней. Начальная с 1 по 4 класс, средняя с 5 по 9 и старшая 10 и 12 классы. Старшие школы находятся в ведении Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и функционируют отдельно от основных школ. Во всех общеобразовательных школах республики русский язык и русская литература, как сказала Сона Арутюновна, преподается со 2 по 12 класс. Созданы концепции, критерии оценки, программы и учебные планы. У нас даже есть свой ЕГЭ, есть 3-томник тестов для поступающих в Армении, в вузы Армении. Программа по русскому языку учитывает уровни европейского языкового портфолио как средство формирования и контроля за коммуникативной компетенцией учащихся. Кстати, и Россия тоже пользуется этими уровнями. Русский язык помимо школ изучается во всех образовательных учреждениях, колледжах, вузах, государственных и коммерческих. То есть этот язык является, наш язык русский является обязательным для изучения. И, наконец, проблемы подготовки и переподготовки учителей русского языка. Мне, как президенту Армянской ассоциации учителей русского языка, в очень серьезном сотрудничестве с Российским центром науки и культуры, знакома сама схема повышения квалификации в нашей республике. Эта система, которую мы разработали, которую осуществляем, она дает возможность знать об уровне преподавания русского языка во всех регионах. У нас их 10 регионов, и 11 уже столица нашей, Ереван. Сегодня профессиональной переподготовке учителей русского языка Армении способствуют курсы, проводимые российскими вузами, и вами в том числе, и Армянской ассоциацией учителей, русистов, при серьезной поддержке нашего центра. Коллеги, мы с вами часто повторяем фразу: есть хороший учитель, есть знания. Нет хорошего учителя, нет знаний. Как организовать повышение квалификации учителя русского языка так, чтобы он получил богатую профессиональную методическую информацию и конкретные практические знания? Вопрос, ответ на который заслуживает детальной проработки. Судя по тем разработкам, которые вы представили, ваш университет занимается этим довольно серьезно. Единственное пожелание, чтобы вы рассматривали русский как родной, русский как иностранный и русский как неродной, наверное, немножечко раздельно эти 3 направления немножечко раздельно. Поверьте, можно долго и неинтересно говорить о многом, читать наскучившие всем лекции, делиться чьим-то опытом, но стоит показать, как тот или иной метод работает в школе, в классе, как, уверяю вас, учитель вдохновится, забеспокоится и будет дерзать. Вы уже знакомы с настроениями армянских учителей в Сюникской области, города Капаны, и почувствовали, что учителям всегда очень интересно приобщаться к тому интересному опыту, который им привозят и показывают. Очень важно при профессиональной переподготовке обратить внимание учителя-русиста на то, что совокупность умений, навыков и знаний, обратите внимание, в Армении уже давно в методике функционируют не знания, умения, навыки, а умения, навыки и знания. Они должны выступать как системная и смыслообразующая цепочка. И тогда мы сможем сформировать особую профессиональную ментальность, выражающуюся в способности переживать и понимать реальную картину урока. А это, в свою очередь, поможет учителю сформировать свой фундамент профессионализма для обеспечения развивающего обучения. Уважаемые коллеги, хочу вернуться к разговору о центрах открытого образования и остановиться на проблеме реализации тех мероприятий, которые, конечно же, в перспективе будут направлены на системное функционирование центров. В
частности, на создание, на мой взгляд, это очень важно, и вы, я думаю, тоже это почувствовали, кадрового банка творческих учителей в той или иной республике, которые и будут организовывать обмен передовым опытом, курсы по обучению русскому языку и другие интересные проекты. На наш взгляд, только такая организация работы центра даст возможность осуществить адресную методическую службу, выездные семинары, курсы, мастер-классы, информационно-технологическую поддержку педагогов с учетом профессиональных потребностей и проблем, к сожалению, и дефицита преподавателей в нашей стране в том числе. Считаю необходимым представить вашему вниманию информацию по кадровому потенциалу нашей страны, который имеет место быть и уже сегодня активно работает, совершенствуя методические практики. Именно их мы и рассматриваем в качестве достойного профессионального корпуса русистов для работы в центрах Армении, будущих центров. Кто они? Это русисты наш боевой корпус, прошедший путь совершенствования своего мастерства, умеющие взаимодействовать и воздействовать, шлифовать свое мастерство, потому что они люди, как говорят, от станка и с грамотной профессиональной позиции. Они также авторы учебников, методических пособий, многочисленных разработок и статей, лауреаты Пушкинской премии, победители конкурсов, в том числе в странах СНГ и Европы. Активные участники форумов, конференций, мастер-классов и семинаров. И, наконец, они имеют признание и уважение коллег страны, чего достичь было нелегко. Эти учителя работают в команде и дружат с 1999 года. С того времени, когда проводили, апробировали материалы будущих учебников, адаптировали эти материалы, осуществляли апробацию внедрения учебников и методической литературы в практику преподавания в школах республики. Речь идет когда я говорила о методических материалах, речь идет, конечно же, о комплекте наших отечественных учебников, тематических разработок, рабочих тетрадей и других материалов, созданных для 2-12 классов с углубленным обучением русскому языку под руководством Есаджанян Белой Марковны, академика АПСН Российской Федерации, профессора педагогического университета Хачатура Агувяна. Она осуществляла тогда руководство достаточно большим коллективом ученых, учителей, практиков и методистов. В 2008 году под руководством нашей Есаджанян Белой Марковны был создан учебник «Методика преподавания русского языка как неродного». Современным пониманием методики преподавания русского языка в армянской аудитории. За 65 лет педагогической деятельности Белая Марковна дала науке 52 кандидата наук, проживающих в разных странах. Оставила свыше 300 научных трудов, обогативших науку, и добрую память о себе, как о человеке мудром и очень отзывчивом. Ее называют матерью русистики Армении, знают ее труды и помнят ученые многих стран СНГ и за ее пределами. Уважаемые коллеги, при решении задач реальной педагогической практики по обучению русскому языку армянских учащихся мы постоянно сталкиваемся с проблемой отсутствия качественных курсов повышения квалификации, курсов, которые увлекли и обогатили бы опыт русиста практика. Пожалуй, только углубленки работают в спокойном режиме. Безусловно, мы понимаем, какие практические шаги могут привести учителя к грамотному уроку и положительному опыту. В 21 веке в теории и практике преподавания русского языка как иностранного произошли существенные преобразования, связанные с изменением направлений в поиске новых подходов к обучению языку. Я хочу только тезисно представить наши предложения по развитию этого направления. И надеюсь, они вас заинтересуют и, может быть, понадобятся и в ваших республиках тоже. В Армении усилился интерес к диалогу культур в практике преподавания, что в современной образовательной парадигме обусловило необходимость на основе внимания к ментально-культурным особенностям нации при обучении русскому языку.
Творческий учитель русского языка армянской школы, приобщая своих учащихся к русской культуре, организует достойный диалог культур армянского и русского, а также других народов. А это, как вы понимаете, способствует изучению на русском языке материалов и армянской истории, и искусства. Наш учебник для 12 класса так и называется «Русский язык. Диалог культур». Пока это первый учебник в СНГ. На курсах повышения квалификации, это второй пункт моих предложений, учителей интересует материал, которым вот уже 20 лет пользуются школы с углубленным обучением русскому языку, а также передовые практики и технологии. Ну, представьте себе, 65 школ углубленных и 1300 школ, которые работают по другой системе. И, конечно же, им очень хочется приобщиться и к этим новым веяниям тоже. Я прошу прощения. Третий пункт. В Армении имеется положительный опыт билингвального образования, когда на сдвоенных часах осуществляется параллельное изучение учебных материалов на русском и армянских языках. Этот опыт дал прекрасные результаты в свое время, доказав гибкость педагогической науки и практики, но он нуждается в активном внедрении в практику обычных школ. И четвертый – коллективный способ обучения. Вам наверняка, людям, проживающим в Коми, должен быть знаком опыт выдающегося дидакта Виталия Дьяченко. И надо сказать, что этот опыт у нас внедрил его ученик Манук Макарчан. Со мной такого прежде не бывало, но, видимо, наш карантин довел меня до такого состояния. Метод КСО, он стал методологией обучения в наших школах, и для учителей-русистов он, в принципе, расширил границы педагогизации и социализации. Это проблема нынешней нашей современной методики преподавания вообще. И способствует, конечно же, коммуникативной направленности обучения русскому языку. Я думаю, что необходимо, чтобы педагог планировал свой путь к достижению поставленной цели, так как важно уметь автоматизировать умения и навыки и пройти этот путь со своими учениками, получив конечный продукт знания в виде владения речью. На курсах повышения квалификации учителям-русистам необходимо помочь выработать навык проектирования своей работы, определения системы своих целей, ожидаемых результатов и методов работы. Только при таком отношении учитель сможет обеспечить качественное владение русским языком. Мы убеждены, что мотивированный учитель-русист, умеющий через систему целей и ожидаемых результатов создать необходимую атмосферу в классе, успешно справится со всеми учебными задачами и раскроет потенциальные возможности каждого ученика, как в урочное время, так и во время внеклассных и общешкольных мероприятий. Считаем, что формирование профессиональных концептов, ментальности и мышления требует новых подходов для шлифовки педагогического мастерства, а грамотно организованная подготовка и переподготовка учителей русского языка вооружит самонастраивающейся динамичной системой, функционирующей циклически и опирающейся на анализ последующей коррекции результатов. Для нас идея формирования расширенного корпуса учителей, профессионалов, способного осуществить эффективную деятельность, в том числе и в центрах открытого, будущих центрах открытого образования, давно назрела и перешла из разряда актуальных в разряд острых, насущных. Уважаемые коллеги, сегодня всем людям нашей планеты, Земля, я хочу пожелать здоровья и преодоления неспосланного человеческому сообществу испытания, пандемии коронавируса. Здоровья всем нам. Спасибо за внимание. Мы очень благодарны, Сона Арутюновна, Лилия Гургеновна, за такой важный профессиональный доклад. Мы включаем ваше предложение в резолюцию
дистанционной конференции. Они будут представлены у нас на сайте, направлены и в Министерство просвещения Российской Федерации. Поэтому слова благодарности от всего нашего сообщества. Мы сейчас в студии, вот нас сейчас здесь 8 человек в студии, и вот даже в процессе выступления говорили, какие актуальные проблемы обозначены и как и даже пути их решения. Поэтому, Лилия Гургеновна, мы очень рады, что нашли возможность с вами познакомиться. И вот такая профессиональная связь дистанционно, она позволяет нам даже в этой сложной ситуации, у нас Россия тоже находится сейчас в ситуации повышенной готовности, находить возможности и работать на благо наших педагогов. Поэтому, коллеги, большое, огромная благодарность. Спасибо за тот и за предложения, которые, мы очень надеемся, будут реализованы нами совместно. Спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо. И мы подключаем город Капань, Нюкская область. С нами сейчас будут работать педагоги, которые были включены в проект, а также руководитель Центра «Россияне» в городе Капан. Людмила Ромаисовна и Нелли Шагеновна, ведущий специалист управления образования, культуры и спорта Сюникской области Республики Армения. Уважаемые коллеги, мы вас подключаем, вас видит Российская Федерация. Конечно, ваши педагоги из Армении, Узбекистана и Киргизии. Коллеги, начинаем вас подключать. Да, коллеги, подключайтесь, мы вас ожидаем. Людмила Ромаисовна, мы вас видим. Республика Коми вас приветствует. И вы так сегодня прекрасны. Мы очень рады, что сегодня у вас будет возможность выступить в международной дистанционной конференции. Вам слово, Людмила Ромаисовна. Спасибо вам большое. Звук, Людмила Ромаисовна, надо звук включить. Попробуйте, пожалуйста, выключите заново. Да? Угу. Мы вас... Да? Звук появился? Нет. Нет? Нет. Вот да. Да, звук появился. Мы передаем вам слово. Уважаемые коллеги, я очень рада видеть родные лица. Я как учитель и как председатель общественной организации вообще была поражена тем, как вы мастерски проводили наши курсы в Капане. Я была не только не только встречала вас, так сказать, но и была сама участвовала в курсах повышения квалификации, была участником, и вы нам подарили на самом деле такие яркие моменты, такие яркие воспоминания. Мы очень вам благодарны, и до сих пор учителя, вот я переговаривала с моими коллегами, они вас вспоминают только с теплотой. Я вот сейчас учитель, у нас очень трудное время, и я хотела бы еще добавить, что спасибо Российскому центру науки и культуры, что именно направил нас в самый отдаленный город Армении, в самую южную часть Армении, в город Капан. Для нас это было очень важно и очень нужно. И вот представьте, после конференции, у нас сейчас карантин, но мы все равно продолжаем нести нашу миссию. У меня запланировано после конференции 4 урока с разными классами. Вот детки меня ждут. Я сказала, что после 3 в онлайн-режиме мы связываемся с каждым классом и пытаемся как бы дополнить все те пробелы, которые сейчас у нас вот за этот карантин могут образоваться. И как раз сегодня я буду с детьми, у нас сегодня литература, урок литературы, и мы, конечно же, наша школа с углубленным изучением русского языка. У нас мы проходим вот по учебникам Белой Марковны и Лили Гургеновны, они очень хорошие учебники, у нас раздельно идет русский язык и отдельно идет литература, это так называемые перевертыши. И сегодня как раз с моими учениками я буду проходить в разных классах. У нас тексты литературные, и, конечно же, мы огромное внимание обращаем на
лексику. И тема как-то у меня сегодня совпала. Я именно как учитель-практик хочу обратить внимание, с какими трудностями мы чаще всего встречаемся на уроках русского языка и литературы в армянских школах. Сейчас, как никогда, остро ставится вопрос о том, как сделать учащихся активными участниками познавательного процесса, научить их мыслить, привить вкус к приобретению знаний, сделать труд ума наслаждением, увлечь, заинтересовать предметом и в конечном счете дать школьникам глубокие, прочные знания. В процессе обучения участвуют две силы. Это учитель и, конечно же, ученик. И как бы красочно, легко и доступно учитель не объяснял урок, если мысль ученика дремлет, самостоятельно ученик не работает, эффект от такого урока незначителен. Армянские школьники при изучении русского языка сталкиваются с лексическими трудностями. Причины этого следует искать в отсутствии языковой среды, неумением пользоваться словарем, интерференции родного языка, отсутствие приставок при образовании вида глагола, отсутствие рода, отсутствие в ряде случаев предлогов. Проблемы решаются за счет изменения окончаний существительных и так далее. Приведу некоторые примеры. Например, ученица передает содержание статьи учебника. Они сели в машину и угнали ее по дороге в Карабах. Речь шла о поездке группы молодежи. Получается, что молодые люди угнали, украли, похитили машину. Конечно же, ученица хотела сказать, что молодежная группа поехала в Карабах, уехала без всякого криминала, а смысл сказанного противоречил первоначальному замыслу. Как исправить ошибку? Объясняю так. Приставки придают глаголу «гнать» различные смысловые оттенки. И, конечно же, обязательно на уроках русского языка у нас есть словари. Я специально, дети, конечно, сейчас не часто заглядывают в словари, они в основном в интернете ищут, по каким-то сайтам, так сказать, ползают, но обязательно на уроках должен быть словарь. И, конечно же, начинаем читать, гнать, заставлять двигаться в каком-то направлении, грубо удаляться, вынуждать удалиться, это, конечно же, с примерами, сейчас я это не буду зачитывать, понуждать к быстрому бегу, притеснять, подвергать гонению. В данном случае прибавлена приставка «у» – «угнать». Приставка «у» образует глаголы со значением направления, движения в сторону, значение удаления. А у нас совсем другой случай. Не угнали машину, а погнали машину на большой скорости. Приставка «по» имеет несколько значений. Одно из них – начало действия. Погнали машину на большой скорости, но ни в коем случае не угнали. И, конечно же, мы на доске начинаем выписывать значение приближения удаления. Гнать, угнать, погнать, перегнать, пригнать, загнать, погнать, отогнать, догнать, обогнать. И еще распространенная ошибка тоже в неправильном употреблении слова. Ученик 6 класса в сочинении написал: «Мы поехали в деревню и зарезали там арбуз». И, конечно же, опять же, я не буду сейчас перечислять, что и как. Открываем толковый словарь, пишем на доске и начинаем объяснять, что мы режем арбуз, а зарезать арбуз никак не можем. Зарезать можем курицу, гуся, а арбуз мы разрезаем на куски и так далее. Еще одна распространенная ошибка. Дети, значит, они делают прямые переводы с армянского языка. И это очень часто, вот эта ошибка встречается во время разговора с учениками. Значит, они собирают тетради и говорят, куда поставить эти тетради? В армянском языке этот глагол на самом деле употребляется как «поставить». Но сразу же начинаю: пожалуйста, поставите тетради на стол. То есть они понимают, что поставить – это вертикально, то есть тетради должны стоять вертикально. Конечно же, они улыбаются и тетради кладут на стол.
Ребята еще плохо улавливают смысловую разницу между паронимичными прилагательными. Вражеский – враждебный, злой – злостный, травяной – травянистый и так далее. В ходе работы над подобными словами нужно составлять с ними просто словосочетания, предложения, вводить их в активный запас, устраивать конкурсы на лучшее знание синонимов, антонимов, паронимов и так далее. Многие, очень тоже сталкиваюсь я с трудностями, когда мы проходим фразеологизмы. Многие фразеологизмы связаны с русской историей, с работой предков, их обычаями. Источником фразеологизма могут быть и художественные произведения. Надо ученикам не только объяснить значение фразеологизма, но и рассказать о его происхождении. Так приведу один пример. На Олимпиаде по русскому языку на доске было написано «Объясните значение следующего фразеологизма, положить зубы на полку». Ну и, конечно же, один из учеников написал «Это снять зубной протез и положить его на полку». Как видим, ученики не умеют улавливать метафоричность выражений, переносный смысл. Над этим также надо постоянно работать. Работа по лексике на уровне РКИ имеет большое общеобразовательное и практическое значение. Изучение лексики расширяет знания учащихся о русском языке, показывает существующие связи между лексикой и другими уровнями языка. Я не буду сейчас это перечислять, но лексика, я считаю, что лексика – это основа основ. Изучение лексики раскрывает слово как элемент словарной системы, положительно влияет на осознание учащимися специфики остальных единиц языка, воздействует на овладение орфографическими навыками, является базой для развития словарного запаса учащихся и основой для работы по стилистике. Изучение лексики развивает внимание учащихся к значениям и особенностям употребления слов, воспитывает у них потребность в выборе подходящего слова для выражения той или иной мысли в собственной речи, формирует умение пользоваться толковым и двуязычными словарями, совершенствует умение в точной, эмоциональной и образной передаче своих мыслей и чувств. Через интерес к лексике развивается интерес и к русскому языку, и к литературе. Уважаемые коллеги, я постаралась вкратце вам представить ту работу, которую мы проводим. Эта работа обязательно. Когда мы работаем с текстом, обязательно надо прорабатывать. На помощь, конечно же, приходит и родной язык. Мы делаем переводы, мы объясняем детям. И я считаю, что учитель должен все время самосовершенствоваться обязательно. И, конечно же, мы все очень любим наш родной русский язык. Спасибо за внимание, дорогие коллеги. Спасибо, Людмила Ромаисовна. Очень рады за возможность, что вы подключились, и за такое профессиональное, интересное, практикоориентированное выступление. Очень вам благодарны. Коллеги, к нам сейчас подключился и Санкт-Петербург, и Ташкент. Поэтому, коллеги, количество участников конференции, слушателей конференции, оно увеличивается. И я еще раз внимание напоминаю, кто к нам только что присоединился. Коллеги, у нас не только онлайн-конференция, но у нас будет возможность в онлайн-режиме посмотреть всю конференцию уже завтра на сайте Республиканского института развития образования. Людмила Ромаисовна, всего доброго, вам успешного дня, самое главное – здоровья. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы сейчас подключаем Республику Узбекистан. Арамаимову Мавшудан, старшего преподавателя кафедры методики и обучения языкам Андижанского областного территориального центра переподготовки и повышения квалификации. Уважаемые коллеги, Республика Узбекистан, мы подключаем вас. Я знаю, что вы нам направили
видеозапись и сейчас работаете на онлайн-подключении. Мы сейчас подключаем ваше выступление и при возможности ждем уже в онлайн-режиме. Коллеги, пожалуйста. Дорогие коллеги, мы рады приветствовать вас из солнечного Узбекистана. Тема нашего выступления – педагогический такт как важный компонент профессионального мастерства учителя русского языка и литературы. Ничто человеческое нам, учителям, не чуждо. Мы, как и все люди, раздражаемся, гневаемся, можем быть не сдержаны. Но всегда считалось и считается, что учитель – носитель высокой образованности, воспитанности и культуры общения с окружающими людьми. Особенно с детьми, так как наша работа связана с воспитанием детей и обучением их русскому языку и литературе. Сегодня время стрессов и страстей. Особенно надо обратить внимание на педагогический такт учителя, а именно учителя русского языка и литературы. Такт можно рассматривать как нравственную категорию, призванную помогать в реализации человеческих взаимоотношений. Тактичное поведение основывается на общечеловеческих принципах и требует уважительного отношения к личности в любых ситуациях, даже в самых сложных и противоречивых. Быть тактичным – это правило морали для каждого человека, в частности, педагога. Ведь именно от педагога зависит выбор жизненного пути и воспитание личности. При этом педагогический такт должен рассматриваться как профессиональное качество педагога, составляющее его мастерства. Он представляет собой совокупность не только личностных качеств, куда входит уважительное отношение к личности ученика, любовь к детям, корректность, вежливость, но и формирование умений выбора правильного подхода к обучаемым. То есть это средство влияния, участвующее в корректировке и воспитании детей. Слово учителя, его методы должны применяться оптимально, ненавязчиво, деликатно. Любые отклонения в поведении учителя могут вызвать обратную реакцию у детей. Чрезмерная требовательность – непослушание, чрезмерная снисходительность – грубость. Учитель должен показать свое уважение к детям. Уважение формируется на уроках знакомства с художественными произведениями. У ребенка формируется чувство собственного достоинства. На примерах образов любимых героев дети учатся жить, любить, различать хорошее и плохое. Педагогический такт проявляется в уравновешенности поведения, выдержка, самообладание, непосредственность в общении. Это доверие к ученику. Учитель, пессимистически оценивающий возможности учеников и подчеркивающий это в каждом удобном случае, не только бестактен. Он психологически убивает у ребенка желание учиться. Доверие учителя – лучший стимул для работы учеников. Ученикам бывает очень трудно выразить свои слова на русском языке, мешает языковой барьер. И в этом случае помогает педагогический такт. Иногда, чтобы поднять веру ученика в свои силы, учитель умышленно преувеличивает его успехи, чтобы ребенок ощутил радость от своих усилий, от достижения успехов. Доверие
действенно, если проявляется искренне и подкрепляется конкретными поступками, если оно сочетается с разумным контролем и интересом учителя к развитию воспитанности. Одна из главных причин конфликтов – бестактность учителя, его нетерпимость к внешнему виду, проявлениям ума и способностей юных собеседников. Особое внимание учитель должен обратить на свое поведение при проверке и оценке знаний учащихся. Здесь его такт выражается в умении выслушать ответ ученика, быть заинтересованным, внимательным к содержанию и форме ответа ученика, проявлять выдержку при возникающих у ученика затруднениях в ответах. Поддержкой может быть и улыбка, взгляд, кивок учителя, а вот комментарии во время ответа ученика, особенно слабого, нежелательны. Педагогический такт предполагает гибкость поведения учителя, тактику. Учитель в разных ролях. На уроке четкость, корректность, строгость. Если класс не готов к уроку. Во внеклассной работе непринужденность, задушевность, раскованность, которые необходимы в индивидуальной беседе, в походе, в экскурсии. Дружеское общение во время игры, особо доверительное общение в свободное время или в походе на природе. Разные формы обучения, собрание, диспут, досуг требуют от учителя специфики стиля, смены его тональности. Педагогический такт воспитывается, приобретается вместе с мастерством. Он – результат духовной зрелости учителя, большой работы над собой. Чтобы овладеть педагогическим тактом, учителю необходимо овладеть знаниями психологии возраста и индивидуальных особенностей современных детей. Сегодня, как никогда раньше, система образования считает приоритетной задачу развития компетенций у учащихся. И не случайно возрастает роль коммуникативной направленности процесса обучения русскому языку в средней общеобразовательной школе, формирование и развитие практических навыков общения учащихся, которые позволили бы им общаться в среде носителей языка. Для этого необходимо развить знания, умения и навыки учителей русского языка. Время требует творческого подхода и самоотдачи от каждого учителя как субъекта образования. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемые коллеги. Очень интересное выступление. Представлен практический опыт. Технологии, которые вы применяете, я думаю, что важны для всех наших коллег. Конечно, мы очень рады, что вы включены были в реализацию проекта и надеемся, что в дальнейшем и вы конкретно, и ваши коллеги, Алишер Хасанович, который сейчас присоединится, будут уже масштабировать наши результаты. И подключается Алишер Хасанович Ахмедов, который тоже является представителем Республики Узбекистан. Алишер Хасанович выступает сейчас тоже в офлайн режиме. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Меня зовут Ахмедов Алишер Хасанович, старший преподаватель регионального центра переподготовки и повышения квалификации работников народного образования
Ферганской области, Узбекистан. Тема моего доклада – практический характер обучения русскому языку в узбекской школе. Основным звеном практического усвоения русского языка учащимися является начальная школа. Психологами доказано, что в младшем школьном возрасте неродным языком дети овладевают значительно быстрее и лучше. Легче преодолевается языковой барьер, поскольку задача обучения русскому языку ложится на плечи учителя начальной школы. К нему предъявляются высокие требования. Во-первых, учитель начальной школы должен свободно владеть русским языком, в совершенстве знать его теоретически и практически. Во-вторых, учитель должен хорошо знать психологию освоения неродного языка, специфику той школы, в которой он работает, учитывать влияние родного языка учащихся. В практическом обучении русскому языку большое значение приобретает отбор необходимого речевого материала, его расположение, обеспечение, повторяемость слов, образцов предложений, грамматических форм. При этом ведущая роль принадлежит отбору предложений, основной единице речевого общения, их использованию в контексте, так как все аспекты языка – это лексика, фонетика, грамматика, прописание – практически повторяются в предложении. Таким образом, работа над предложением является основной формой усвоения языка. Однако, практическая направленность обучения не исключает изучение элементов грамматики, обобщающие те или иные языковые явления. Умело отобранные грамматические сведения, правила помогают учащимся в практическом овладении языком. Уроки русского языка должны способствовать формированию навыков рациональной организации самостоятельной работы, культуры умственного труда. Изучение грамматики, которое является результатом обобщения и осмысления языковых фактов и явлений, усвоение различных типов предложений способствует развитию мышления учащихся. И в этом большая роль принадлежит русскому языку. От уровня речевого развития ученика во многом зависит его успешная работа и по другим предметам через русское слово. Обучение русскому языку в узбекской школе одновременно решает и важные воспитательные задачи. Формирует у учащихся демократическую мораль. Русский язык является источником интернационального и патриотического воспитания. Обучение русскому языку в итоге сводится к развитию у узбекских школьников, умению свободно общаться на изучаемом языке в устной и письменной форме, читать художественную научно-популярную литературу на русском языке и осмысливать прочитанное, к расширению у детей познавательных интересов, формированию высоконравственной личности. В целом, в основе методической системы первоначального обучения русскому языку лежит сознательно-коммуникативный принцип обучения. Он нацеливает на такую организацию учебно-воспитательного процесса, при котором, с одной стороны, достигается сознательное, осмысленное усвоение учащимися языкового и речевого материала, а с другой стороны, на первый план выдвигается социальная функция языка – быть средством общения. Этой функции подчиняется система знаний и упражнений, тематика и примерные виды работ по развитию речи. Основные пути и формы обучения русскому языку узбекских младших школьников следующие. Первое. Минимизированное, но достаточное лингвистическое обеспечение для выработки навыков практического пользования русским языком как иностранным. Второе. Постепенное введение укрепленных единиц обучения в целях большего разнообразия синтаксического строя русской речи учащихся начальных классов, более точного и полного выражения их чувств и мыслей. Третье. Усвоение активного и пассивного словаря. Четвертое. Активизация речевой деятельности учащихся на русском языке.
В начальных классах ученики должны практически усвоить ядро русской речевой системы, опираясь на родной язык, поскольку человек выражает свои мысли с помощью определенных конструкций, а не отдельных слов, то это явление можно отнести к первоначальному обучению речи. Так как основной материал начального обучения языку – система типовых предложений, речевых образцов и их вариантов, главным методом усвоения его должен быть ситуативно-наглядный метод. Овладение подлинными единицами речи происходит лишь на базе реальных ситуаций. В учебных целях используется наглядность. В учебниках русского языка для начальных классов содержится много ситуативных динамических картинок, которые служат указанным целям. Особо важное значение в создании естественных ситуаций в начальных классах имеют уроки экскурсии. Экскурсии дают огромнейшие возможности сделать учебный процесс занимательным, эмоциональным, проблемным в плане речемыслительной деятельности. На уроках русского языка в начальных классах первой задачей является создание у детей элементарной словарной и артикуляционной базы. Вторая задача – научить понимать на слух простые фразы и несложный разговор. Третья задача – научить отвечать на простые вопросы и задавать такие же. Четвертая задача – научить школьников связанному рассказыванию, в основе которого лежит построение типовых словосочетаний и предложений. Пятая задача – научить осваивать содержание текста, без чего нельзя добиться осмысленности и сознательности чтения. Используемые в узбекской школе методы и приемы, предусматривающие тесную взаимосвязь устной речи, позволяют закладывать прочный фундамент знаний и навыков, которые получают дальнейшее развитие с изучением предмета. Спасибо. Мы благодарим Алишера Хасановича, старшего преподавателя Ферганского регионального центра переподготовки и повышения квалификации сотрудников народного образования Республики Узбекистан. И передаем слово Мулахуановой Нилуфар, учителю русского языка и литературы общеобразовательной школы номер 3 города Андижан, Республика Узбекистан. Нилуфар нам также прислала свое видео. С кем я переписывалась? Вам слово, пожалуйста. Я учитель русского языка и литературы школы номер 3 города Андижана, Республики Узбекистан, Муллахунова Нилуфар Мухамматумановна, с выступлением на тему «Комплексная интеграция видов искусств на уроках русского языка и литературы». В течение 25-летней педагогической работы я создала свою технологию, которая дает успешные результаты в развитии речевой деятельности учащихся общеобразовательных школ. Важнейшая задача Министерства народного образования – пересмотр учебных программ с точки зрения перевода их на инновационные рельсы. Именно об этом говорил президент Шавкат Мирзиёев. Исходя из того, какие навыки будет получать учащийся в каждом классе, нужно пересмотреть государственные образовательные стандарты и учебные планы. Говоря о приоритетных направлениях школы, президент наряду с математикой, иностранными языками, технологиями и основами инженерии упомянул и искусство. Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что сегодня очень важно уметь интегрировать, соединять знания различных наук и эффективно применять их на практике. Потребность в духовном, выразить чувства и мысли через искусство заложена в наших генах и подсознании, а значит, восприятие информации через чувственные образы, изучение языка в интеграции с искусством – это высокопроцентный залог успешного его освоения, развития речемыслительных способностей, творческого мышления, расширения кругозора и гармоничного воспитания личности. Созвучность нашего проекта с инициативой президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева. В 2019 году
наш президент выступил с 5 важными инициативами по построению новой системы социальной, духовной и просветительской работы. Первая инициатива продвигает интерес молодежи к музыке, живописи, литературе, театру и другим видам искусства, раскрывая их таланты. Цель нашего исследования – разработка и совершенствование интерактивного метода комплексной межпредметной связи видов искусств и эстетических предметов на уроках русского языка и литературы как средство развития речемыслительных способностей учащихся в национальной школе. Задача авторского исследования – проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме исследования, определить педагогические и учебно-методические возможности комплексной интеграции в интеллектуальном и духовном развитии школьников. Исходя из практических наблюдений и собственного опыта, разработать педагогическую технологию комплексной интеграции эстетических предметов на уроках русского языка и литературы как средство развития речемыслительных способностей учащихся. Провести опытно-экспериментальную работу по оценке эффективности разработанной педагогической технологии. Объект исследования – процесс межпредметной интеграции видов искусств на уроках русского языка и литературы. Предмет исследования – методы и приемы использования комплексной интеграции видов искусств на уроках русского языка и литературы как средство развития речемыслительных способностей учащихся. Новизна нашего исследования в комплексном применении интеграции нескольких видов искусств внутри одного урока русского языка и литературы в национальной школе как средство развития речемыслительных способностей. То есть в рамках темы одного урока длительностью 40-45 минут связать несколько предметов – русский язык, изобразительное искусство, пение, инсценировка или литературу, живопись, музыку. Применение на практике комплексной интеграции дало положительные результаты в усвоении материала среди нерусскоязычных детей как в младших классах, так и средних и старших классах общеобразовательной школы. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса при применении комплексной интеграции сподвигло нас начать научно-исследовательскую работу именно в этом направлении. Исторический аспект исследования. Язык и искусство появились и развивались неразрывно друг от друга с первобытных времен, когда охотники изображали наскальные рисунки, выражая гордость о своих достижениях и передавая информацию при помощи этих рисунков. Песня, наряду с художественной литературой, живописью, театром и кино, способна приобщить обучающихся к иноязычным формам культуры. Знакомство с иноязычной культурой начинается с языка, который передает основные особенности этой культуры, является ее активным транслятором. Однако язык, в свою очередь, выражается в особых формах народного творчества. Песня – поэзия, облаченная в живую музыку, а сочетание двух столпов культуры – художественное слово и музыки – обладает огромным лингводидактическим потенциалом. Поэтому в методике преподавания русского языка к песенному материалу обращено много внимания. Музыка в обучении играет огромную роль, затрагивая эмотивный компонент активизации учебно-познавательной деятельности. Художественное слово прививает любовь к изучению иностранного языка, поскольку воспитывает тягу к иной культуре, к ее особенностям и тайнам. Песня вбирает в себя всю дидактическую мощь как музыки, так и художественного слова, а потому характеризуется более ощутимым лингводидактическим потенциалом. Большой вклад вносит песня в культурное обогащение учащихся на основе изучения языковых явлений. Песенный материал, воздействуя прежде всего на эмоциональную сторону личности, заставляет более внимательно относиться к изучаемому языку, к транслируемой им культуре. Как лингводидактическое средство, песня способствует закреплению и усвоению грамматического материала. Происходит закрепление видовременных и падежных структур русской речи, усвоение морфологических и синтаксических норм. Кроме того, песня способствует закреплению лексики русского языка. В песнях всегда появляются новые слова и словосочетания, что пополняет словарь учащихся. Вокальные произведения зачастую содержат собственные имена, географические названия. Все это способствует формированию языкового чувства, актуализации лингвокультурологического материала. По нашим наблюдениям, у поющих детей национальных классов хорошо развита дикция, беглая речь на русском языке. Инсценировки помогают учащимся раскрепоститься, запомнить материал в контексте. Рекомендуется в работе с кинестетиками и интерактивными детьми. В
классах с русским языком обучения учащимся особенно трудно писать сочинения. Мы применяем метод комплексной интеграции видов искусств на уроках подготовки к сочинению по картине и произведению художественной литературы. Ученики слушают классическую музыку, рассматривают репродукции картин, вспоминают стихотворения поэтов на ту же тему. Этот яркий момент слияния музыки, живописи и литературы учащийся запомнит на всю жизнь, так как красочные мелодии, яркие краски, душевные слова затрагивают струны души, проникают в глубины подсознания, тем самым развивая речемыслительные способности. Ученики, испытывая положительные эмоции, раскрывают свой творческий потенциал, легче подбирают нужные слова для сочинений. Метод комплексной интеграции видов искусств помог нашей ученице Кахрамоновой Диоре в 2018 году победить в 4-м Московском городском открытом конкурсе детского творчества «Билингва». Наша ученица Кахрамонова Диора написала эссе в номинации «Символы России. Какими я их вижу, слышу, понимаю». Она написала сочинение по названию «Двуглавый орел и птица Хумо». Практическая значимость нашего метода – целостное восприятие мира, приобретение навыков беглой речи, улучшение дикции, разрушение психологических барьеров, обогащение словарного запаса, усвоение ключевых и предметных компетенций, развитие речемыслительных способностей учащихся, воспитание гармонично развитой личности. Разработки по нашему методу участвуют в республиканских и международных конкурсах и проектах. Перспективы по нашему методу. Сегодня все чаще говорят о том, что мы движемся от привычного, устойчивого мира к изменчивому. И в этом неустойчивом мире главное не знание, а креативное мышление. Как тут не вспомнить Гераклита? Многознание уму не научает. Как говорил основатель корпорации Alibaba Group, миллиардер Джек Ма, если хотите подготовиться к будущему, не следуйте вчерашним способам обучения. Не пытайтесь зубрить. Компьютер все равно запомнит больше. Не пытайтесь считать быстрее. Компьютер сделает это за вас. Учитесь быть креативными и конструктивными. Мы полагаем, что интерактивный метод комплексной интеграции видов искусств соответствует требованиям современности и может эффективно применяться при изучении не только иностранных, но и родного языка, гуманитарных дисциплин, а также подходит при обучении всех возрастных групп и категорий учащихся. Данная методика включает в себя элементы различных предметов, соединение которых способствует рождению качественно новых знаний, взаимообогащая предметы, способствует эффективной реализации обучающей, развивающей и воспитательных целей, тем самым внося вклад в интеллектуальное и духовное воспитание подрастающего поколения. Дорогие коллеги, желаю вам творческих успехов, здоровья, мира и добра. Спасибо. Мы благодарим Нилуфар Мухаматумановну, учителя русского языка и литературы общеобразовательной школы номер 3 города Андижан, Республики Узбекистан. И это было наше последнее выступление из блока Узбекистана. А в нашем проекте принимали участие также учителя из Республики Киргизия. И сегодня к нам подключается Исмаилова Зура Абжапаровна, методист Ошского городского управления образованием Республики Киргизия. Она тоже прислала свой видеоматериал. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Исмаилова Зура Абжапаровна. Я работаю методистом управления образования города Ош, Кыргызской республики. Погромче сделаем. Финским шармом говорит. Главная работа с учителями, помогать учителям стать лучше, помогать им развиваться, помогать учителям быть готовым к изменениям в 21 веке. Особенно сейчас, когда все думают, так много народу было везде. Рано или поздно. Василина, сейчас ты, у нее короткая, у нее 3 минуты, там, 4 минуты. Василина, где ваш? Я там, на рабочем столе. Что на рабочем столе? Почему? Не на рабочем столе, а в этом, в папке. А что не загрузили?
Дистанционное обучение – это Надо было вебинар бесплатно. загрузить. В любое время можно зайти и выполнять задания. Это можно по почте, где нет Ну, давай, желания, Саша. Хочем стрелять для можно зайти слушателей. посмотреть в любое время. Помимо этого, мы планируем проводить онлайн-уроки. Конечно, будут очень много проблем, но мы стараемся решить все проблемы с помощью разных дистанционных обучающих семинаров, вебинаров для учителей, где учитель выполняет роль Такая помощника, пафосная тема. заранее высылает задания, дети заранее выполняют и выходят в онлайн-класс с готовыми вопросами, готовыми решениями. Учитель уже больше помощница, то есть к этому тоже должен быть готовым. В данное время я переживаю за всех учителей, учителя тоже переживают, им тоже очень трудно сразу переходить на такой вид обучения. Поэтому у нас есть WhatsApp-группы, где мы обсуждаем и делимся разными информациями, помогать, делиться опытом, каким-то советом. Здесь родители тоже играют большую роль, так как дети находятся дома с родителями, они тоже должны контролировать всю ситуацию. Дистанционное образование позволяет реализовать два основных принципа современного образования: образование для всех и образование через всю жизнь. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и преподавателей, то есть педагогических работников. Использование дистанционных образовательных технологий – это очень модное веяние времени. На самом деле дистанционное обучение – качественно новый уровень взаимодействия между учителем и обучающимися. Современным обществом востребована активная личность, способная ориентироваться в бесконечном информационном потоке, готовая к непрерывному саморазвитию и самообразованию. В такой ситуации педагог получает новую роль проводника знаний, помощника и консультанта. Знание же выступает не как цель, а как способ развития личности. Поэтому мы стараемся быть в курсе всего, касающегося для учителей. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые. Мы благодарим Зауру Авжапаровну. Итак, уважаемые коллеги, у нас закончился блок выступлений педагогов, преподавателей из стран СНГ, из Республики Армения, Республики Узбекистан, Республики Киргизия. И далее мы приглашаем наших коллег. Астапова Зоя Васильевна, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией национальных проблем дошкольного образования Коми Республиканского института развития образования, с темой «Двуязычное образование в дошкольном возрасте как фактор и средства формирования межнационального мира и согласия». Пожалуйста, Зоя Васильевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно было увидеть всех наших коллег из Узбекистана, Кыргызстана, с которыми мы в декабре прошлого года имели возможность сотрудничать. Мы тепло вспоминаем и, конечно же, ваши теплые края. У нас до сих пор зима, снег, гололед. И, конечно же, видя на фотографиях, как цветут у вас тюльпаны, сердце наше согревается. Очень надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено. Ну а в своем выступлении я бы, конечно, хотела затронуть проблемы дошкольного образования, потому что именно в детском саду, в раннем возрасте закладывается основа для речевого и языкового развития детей. В какую сторону надо? Щелкать, не щелкать. В России создана благоприятная обстановка для сохранения русского языка, национального языка. И, в общем-то, новый закон об образовании, который был принят в 2012 году, он создал все условия для того, чтобы Россия начала двигаться в сторону формирования активного двуязычия и многоязычия.
я хочу сказать о том, что в России 85% населения считают русский язык как родной язык, но в то же время в России существуют, функционируют, развиваются 153 национальных языка. 81 язык является языками обучения. И, в общем-то, конечно же, у России многонациональное и многокультурное лицо. И, в общем-то, это является такой вот яркой характеристикой Российской Федерации. Это мы очень ценим, и, конечно, Республика Коми является национальной республикой, и буквально с раннего возраста для тех людей, для которых коми-язык является родным, создаются все условия для сохранения родного языка. Федеральный стандарт дошкольного образования предусматривает возможность реализации программ на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, но в то же время, конечно, учитывая многокультурность и многоязычность России, важное значение приобретает и русский язык в образовательном пространстве, не переключается. На сегодняшний день билингвизм, по словам Елизаветы Александровны Хамраевой, доктора педагогических наук, профессора, билингвизм является социальным и психолингвистическим феноменом сегодняшнего дня. Конечно, это требует своего осмысления и организации билингвального или полилингвального образования на территории всей Российской Федерации. Коми Республиканский институт развития образования достаточно успешно на протяжении уже последних десятилетий ведет целенаправленную и систематическую работу в этом направлении. В Институте развития образования, Коми Республиканского института развития образования работают 2 лаборатории. Лаборатория национальных проблем дошкольного образования не работает. Ну, переключайте тогда. Переключайте. Следующий файл. Успешно работают на научно-методической лаборатории национальных проблем дошкольного образования, которой я заведую. И, в общем-то, этой лаборатории в этом году исполняется уже 25 лет. И работает также лаборатория этнокультурного развития образования. Именно на базе 2-й лаборатории разрабатываются все возможные программы, методические материалы, учебники для школ по обучению коми-языку, как родному, как второму, по коми-литературе и по краеведению. Но я больше, конечно, буду останавливаться о деятельности лаборатории национальных проблем дошкольного образования. И, в общем-то, в нашей лаборатории на протяжении всех лет существования реализуются следующие проекты, которые позволяют формировать у детей, родителей и педагогов активную позицию в освоении 2 языков. В общем-то, на территории Республики Коми активно функционируют 2 вида двуязычия. Это русско-национальное двуязычие, национально-русское двуязычие. Я хочу сказать о том, что все люди, которые в Республике Коми владеют коми-языком, они все успешно знают и практически употребляют, владеют русским языком. Но есть достаточно большое количество людей, для которых родным языком с детства является русский язык, но проживая в местах компактного проживания коми-населения, они с течением времени усваивают и коми-язык и могут воспользоваться им как бы в бытовой сфере. И, конечно, это очень приветствуется. На сегодняшний день в лаборатории реализуется достаточно много проектов, которые влияют на оба вида двуязычия. И с этой целью мы проводим
различные мероприятия как с детьми, так и с педагогами и родителями. Я хотела бы остановиться на таком проекте «Мастерская игропедагогики Джиулю Малышов». Этот проект, он ориентирован на работу с детьми, педагогами, родителями, именно с целью формирования у них правильного отношения к двуязычию с раннего возраста. И этот проект, он позволяет проводить как бы такие активные формы работы. Это и тренинги, мастер-классы, семинары. Также мы проводим постоянно фестивали детского творчества, марафоны педагогического мастерства и так далее. Ежегодно проводится республиканский праздник «Герои детских теле- и радиопередач в гостях у детей». В нашей республике создаются теле- и радиопередачи на русском языке, которые позволяют создавать вот такое своеобразное единое образовательное пространство по всей республике. И, в общем-то, был, и, в общем-то, и сотрудничество продолжается, проект российско-финляндский, финно-угорские языки и культуры в дошкольном образовании, который позволил объединить всех представителей всех финно-угорских народов, проживающих в России, и также и самодийских народов. И, в общем-то, этот проект, он позволил познакомиться с опытом работы наших коллег, определить наиболее сложные проблемные моменты и совместно их решать. Сейчас работа продолжается уже более таком вот региональном аспекте, но сотрудничество у нас продолжается. Я очень рада, что у нас есть возможность собираться на разных площадках, региональных конференциях и семинарах. И вот, пользуясь случаем, я бы хотела пригласить наших коллег принять участие в конференции, всероссийской конференции, посвященной родным языкам и культуре народов Российской Федерации, которая будет проводиться в октябре 2020 года в Сыктывкаре, в Республике Коми. Информационные письма будут разосланы буквально в ближайшее время. Ну и хотелось бы отметить также, что в лаборатории разрабатываются учебно-методические комплекты по разным направлениям. Это и родной язык, коми-язык как родной, коми-язык как государственный. Также и есть материалы по русскому языку для тех, для которых русский язык является вторым. И, конечно, много материалов по краеведению. Лаборатория национальных проблем дошкольного образования создала свою группу в социальной сети ВКонтакте, которая называется «Столик малышок», и мы приглашаем всех желающих присоединяться к участникам нашей группы. Здесь вы на нашей странице узнаете очень много нового интересного. Страничка обновляется буквально ежедневно. Есть различные видео, аудиоматериалы, документы нормативного характера, опыт работы представлен на нашей страничке. Ну и, конечно, большое внимание мы уделяем методической поддержке педагогов, потому что от личности педагога зависит эффективность работы по обучению детей разным языкам. И об этом мы слышали уже в выступлениях наших коллег и из Армении, Узбекистана и Кыргызстана, что, конечно же, именно педагог своим влиянием, своей энергией, своей патриотичностью, своим знанием литературного языка, он может быть таким вот примером для своих воспитанников и обучающихся. И, конечно, хочется отметить, что в Республике Коми достаточно активно у нас происходит сотрудничество со средствами массовой информации.
о проблемах обучения языка, этнокультурного образования. Мы постоянно с проблемами выступаем на телевидении или радио, и, в общем-то, это позволяет как бы действительно сформировать вот такую общность, которая знает о той деятельности, которой мы занимаемся. В общем-то, создаются специальные телепередачи, приглашают нас на интерактивные такие вот программы, в которых мы можем отвечать на вопросы и родителей, и педагогов, которые возникают в ходе работы. Ну, конечно, очень важной в нашей деятельности является общественная поддержка, и мы хотим отметить, что Институт развития образования, наша лаборатория, мы постоянно как бы все наши проекты реализуем при общественной поддержке тех общественных организаций, которые действуют на территории нашей республики. Это и межрегиональное общественное движение Коми народа Коми Войтер, это, опять же, общественное объединение «Русский мир» и все национально-культурные автономии, которые организованы на территории нашей республики. От этого все проекты наши выигрывают и, конечно, являются такими вот достаточно действенными, эффективными. И следующее. Вот я говорила о том, что проект «Мастерская агропедагогики Джулик Малышок», он выходит на различные фестивали, и именно вот детско-родительские театры на сцене домов культуры, они представляют свое актерское мастерство на обоих языках, и на русском, и на коми языке, и, в общем-то, вот эта вот общность, она, конечно, дает хорошие навыки во владении языком. И мы надеемся, что благодаря нашим усилиям, разным проектам, сотрудничеству с педагогами, родителями, с общественными организациями, родной язык через маленьких детей будет возвращаться в социум. И, конечно же, родной язык и русский язык, они всегда рядом и всегда вместе создают возможность для интересного будущего нашим детям, воспитанникам и обучающимся. Спасибо за внимание. Спасибо, Зоя Васильевна. Мы очень благодарны коллеге за интерес к данному выступлению. Зоя Васильевна является федеральным экспертом в области работы по билингвам. Поэтому нам очень, конечно, важно, что мы с вами осознаем, что именно с дошкольного возраста начинается работа по формированию языковых компетенций. Уважаемые коллеги, вы можете в чате задать несколько вопросов нашим выступающим. Мы видим наш профессиональный чат, и у нас есть такая возможность сформировать именно группу для профессионального обсуждения. Поэтому, коллеги, оставляйте свои контакты для того, чтобы наши коллеги включились в обсуждение. И мы продолжаем. Следующий блок посвящен цифровому образованию. И позвольте мне представить Вячеслава Алексеевича Лешка, заведующего Центром информационных технологий в образовании Коми-Республиканского института развития образования, который сегодня будет говорить о цифровой компетентности педагогов. Пожалуйста. С кем мы общались на протяжении октября, ноября, декабря месяца. Конечно, очень плохо, что не удалось подключиться в режиме онлайн, но, тем не менее, было приятно увидеть хотя бы видеозаписи. Мы постоянно, в принципе, общаемся с использованием различных мессенджеров, практически со всеми, с кем удалось работать. Мне хочется пожелать вам успеха в дальнейшей работе и постараться выходить уже в онлайн-режим. Моя тема посвящена как раз цифровой компетентности педагогов, хотя заявлена немножко другая тема – динамика. Говорить о динамике, наверное, тоже можно, поскольку проведенные нами курсы были основаны на применении дистанционных технологий,
на применение умения пользоваться гаджетами. И вот это вот как раз те страны, в которых мы присутствовали, показало, что, в общем-то, педагоги обучились работать на дистанционных, Саша, что-то сейчас выключится у нас, научились работать с помощью дистанционных платформ, поскольку курсы предполагали в себе не только очный модуль, но и в основном эта работа была на дистанционной платформе. Примечательно еще то, что во время проведения курсов, очных курсов, например, в Андижане у нас случилась такая ситуация, что выключился вообще интернет как раз в это время по всей республике. И регистрацию порядка 200 слушателей проводили на смартфонах. Отрадно то, что, во-первых, наша система выдержала такой наплыв. На сегодняшний день у нас вот ГИСЭО не выдерживает наплыва учителей, учащихся и родителей в электронный дневник. А в то время, когда практически одновременно 200 человек с помощью своих смартфонов регистрировались, у нас как бы были определенные задержки, но вот падения системы не было, за что, в общем-то, мы благодарны нашим тоже партнерам, это Центру информационных технологий Республики Коми. Ну, несколько слов хотелось бы сказать все-таки о цифровой грамотности. Значит, цифровая грамотность, структура цифровой грамотности, в принципе, цифровой компетентности, грамотности, можно сказать, в общем-то, известна. Основными компонентами ее являются знания, умения, навыки, ответственность, мотивация и безопасность. И реализуются они в таких сферах деятельности, как коммуникация, работа с контентом, потребление и техносфера. Исходя из этого можно выделить виды цифровой грамотности. Нет, Саш, немножко назад. Это информационная и медиакомпетентность, это коммуникативная компетентность, техническая компетентность и потребительская компетентность. Несколько слов о каждой из них, что предполагает. Итак, мы сказали, что компонентами являются знания, умения, навыки, мотивация, ответственность и безопасность. Например, в информационной компетентности, связанная с поиском, пониманием организации, архивированием цифровой информации, ее критическим осмыслением, а также созданием информационных объектов с использованием цифровых ресурсов. Коммуникативная компетентность – это все то же самое, которое необходимо для различных форм коммуникации. Электронная почта, чат, блоги, форумы. Но сейчас вот как раз использование каких-то платформ для коммуникации, и в том числе платформ дистанционного обучения. А следующий момент – это техническая компетентность, умение использовать технические средства. И как раз то, что, например, я говорил про Андижан, оказалось, что практически все учителя умеют пользоваться смартфоном. Отрадно то, что у них как раз вот в мессенджере Telegram есть группы, созданы группы учителей, которые как раз учителей русского языка, которые между собой общаются, делятся опытом. Но вот, к сожалению, сам инициатор Евгений Владимирович почему-то у нас испугался. И я просил как раз его вот этот момент осветить на конференции, каким образом это у них все построено. Я надеюсь, что у нас еще будут возможности для встреч, и мы как-то воспроизведем этот пробел. Ну и потребительская компетентность – это то, что это возможность решать все свои проблемы с помощью устройств, с помощью интернета. Это покупки, жизненные какие-то ситуации и так далее. Значит, и я провел вот такое небольшое, правда, тестирование по цифровой грамотности. Правда, выборка была небольшая, всего 16 человек, может быть, она не репрезентативная, но, тем не менее, показывает общую картину. Вот в тестировании участвовало 13 женщин и 3 мужчин. Это были педагоги различных сфер в образовании, но, тем не менее, возраст был такой разбросанный от 30 лет и до 61 года, но как раз тот возраст, который сейчас у нас представлен в образовательных организациях. По уровню образования в основном это были
В основном это были, вот мы видим, да, на картинке это 7 специалистов с высшим образованием, ну все, нет, 2 человека у нас получается. 1 человек среднеспециальное образование, остальные все были с высшим образованием, просто разного уровня представленности. Вот. И род занятий, это в основном практически все были, 99% это были связаны с образовательной деятельностью. Такой был вопрос, как часто пользуетесь интернетом, пользовались интернетом за последние 12 месяцев, и ответы вот каждый день или почти каждый день. Сколько времени вы проводите в день, в будний день за компьютером? То есть тоже в основном от 1 до 3 часов 6 человек, вот от 3 до 5 – 5 человек. То есть в основном в общей массе это люди проводят практически больше, ну, значительную часть времени за компьютером. И в выходной день тоже было представлено. То есть тоже от 3 до 5 часов большинство участников опроса и в выходной день проводят тоже в интернете. Вопрос еще один такой был: какими устройствами, какими гаджетами пользуетесь при работе в интернете? И в основном ответы были, в большинстве своем это были свой компьютер, свой или домашний компьютер, но тем не менее используют и некоторые даже телевизор для работы в интернете, а в основном тоже планшетные компьютеры либо смартфоны. Интересный вопрос как раз был: вспомните свое детство и сравните себя со своими детьми. Наверное, на слайде плохо видно ответы. Какие основные отличия по сравнению с вами в детстве вы видите в наших детях и их ровесников? Ну и тут некоторые даже целые сочинения написали, как они проводили детство в свободное время, во что играли, в какие игры и так далее. А на сегодняшний день молодежь у нас играет в гаджетах, сидит в гаджетах, и практически на свежем воздухе не видно, чтобы они играли в какие-то игры, там, свинопаса или в лапту, как мы в детстве играли, и так далее. Насколько уверенным пользователем вы себя считаете? То есть довольно уверенным ответили практически все, или очень уверенным. Вот 2 человека немножко были не уверены. Как вы научились пользоваться интернетом? И большинство ответили самостоятельно, как это ни странно. 2 человек научили пользоваться друзья. Ну и вот как раз потребительская компетенция, да, цифровой, один из компонентов цифровой грамотности, чем занимаетесь в интернете. Ну, поскольку учителя, то, скорее всего, да, поиск разнообразной информации получается, это чтение новостных лент. Немаловажный вопрос — поиск информации для учебных целей, создание сайтов и программ, пользование образовательными платформами 12 человек. То есть тоже интересные выводы можно сделать из представленного опроса. Ну, это был вот опрос. В настоящее время у нас идет обсуждение модели оценки цифровой трансформации как для образовательных организаций, так и для цифровой трансформации педагогов тоже сейчас обсуждается, каковы же должны быть критерии оценки и общеобразовательной организации, и самого педагога. Коллеги, если есть вопросы, можно задать в чате. На этом мое выступление закончено. Спасибо за внимание. Мои контакты, если что, и можно будет вопросы задать в чате, по крайней мере, указав свой электронный адрес, я потом отвечу по окончании конференции, если будут вопросы. Спасибо за внимание. Спасибо, Вячеслав Алексеевич, уважаемые коллеги. Мы хотим вас проинформировать, что сегодня Комреспубликанский институт развития и образования готов включиться в профессиональные проекты, направленные на повышение квалификации педагогов на платформе «Единая система электронного обучения». Мы понимаем, что сегодня педагоги должны продолжать, несмотря на карантины во многих странах, профессионально развиваться. Сегодня наш институт уже имеет на платформе 10 онлайн-курсов, и вы можете через профессиональный контакт с Вячеславом Алексеевичем отработать вместе с нами подключение педагогов к открытым онлайн-курсам по самым разным
проблемам, задачам, которые мы решаем с педагогами. И сразу хочу отметить, что также разработаны дистанционные программы, которые размещены тоже на платформе «Единая система электронного обучения». В настоящее время общее количество программ, которые мы реализуем с применением дистанционных технологий, либо полностью именно как электронное обучение, насчитывает уже 55 программ. Поэтому, уважаемые коллеги, то, что сегодня Вячеслав Алексеевич в рамках нашей конференции представлял, это только небольшая часть, связанная с теми направлениями, которые в настоящее время являются для нас и для вас образовательными проблемами, которые необходимо решать. Но сегодня мы живем, конечно же, в мире цифрового преобразования, цифровой трансформации всей нашей системы. Поэтому, уважаемые коллеги, мы выступаем именно теми идеологами, которые не только продвигают систему электронного обучения, но сегодня имеют результат, который обсуждаем в рамках конференции. И я с большим удовольствием передаю слово Илье Ивановичу Баженову. Очень интересное выступление, использование национального корпуса русского языка на уроках русского языка. Илья Иванович является инициатором многих сетевых проектов совместно с педагогами Республики Коми и является доцентом кафедры прикладной математики и информационных технологий в образовании Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Илья Иванович, вам слово. Желаю всем здравствовать. Я профессиональный математик и всю жизнь занимался математикой. Более того, чистой математикой и прикладные задачи решал очень редко. Но так получилось, что лет 15 назад у меня появилось еще одно направление деятельности. Оно называется «Информационные технологии в образовании». Мне очень интересны процессы, которые происходят сегодня в образовании, и связаны они с новых технологий. Нет. Которые у нас... И интересно на самом деле и обратное влияние, как образование влияет на те направления развития IT-технологий, и какие запросы образование имеет к программистам, к специалистам в области IT. Значит, естественно, я не преподаю русский язык и не имею права этого делать, но у меня лет 10-15 уже сложился такой опыт проведения разного рода педагогических экспериментов, мероприятий, мастер-классов, курсов дистанционного обучения. И лет 10 назад у меня появился вот такой модуль, который посвящен умным сервисам. И среди этих умных сервисов это ресурс, который, я думаю, что многим известен, это Национальный корпус русского языка. О чем идет речь? Впервые об этом ресурсе я узнал на конференции, это было в 2010 году. Группа ребят, которую возглавлял Илья Сигалевич, очень известный человек в России, это один из основателей компании Яндекс. К сожалению, он быстро от нас ушел, но вот в 2010 году, плавая на корабле Георгий Жуков по Волге, проходила конференция «Реларн». Это известное мероприятие, которое объединяло в ассоциации научные учебные заведения. На этой конференции был как раз представлен этот проект, хотя он уже в то время существовал лет 5-10. В 2003 году появилась первая информация о том, что реализуется проект по лингвистике. Этот проект был условно назван Национальным корпусом русского языка. Я не буду характеризовать, что это такое, не буду подробно рассказывать об этом ресурсе, об этом много написано, и вы можете посмотреть, вот ссылочка на ресурс, он является открытым в доступе, находится. Просто скажу, что это собрание русскоязычных текстов, аудиоматериалов, видеоматериалов, которые не просто представляют из себя коллекцию, как какая-то библиотека или как интернет, они, во-первых, разбиты, и хотя мы говорим корпус языка, на самом деле этот корпус разбит на несколько подкорпусов. То есть есть, например, разделы, которые связаны
с параллельными языками, разделы, связанные с публицистикой, есть просто художественная литература и так далее. Над корпусом работают специальные люди, специалисты, которые формируют вот по процентному примерно соотношению образцы использования русского языка, но в разных областях, которые я перечислил. Это первое отличие от обычного интернета или от обычной справочной информационной системы. И второе отличие, что все единицы, которые используются в базе, вот в этой огромнейшей базе, она сегодня насчитывает около 40 миллионов словоформ всевозможных. Второе отличие то, что используется разметка, то есть каждое предложение, каждое слово снабжено дополнительными признаками, по которым мы не просто осуществляем поиск какой-то информации, но и вот эта разметка позволяет проводить всякого рода исследования. Ну, первоначально, конечно, предполагалось, что основной инструмент, или, вернее, основное приложение этого корпуса – это лингвисты, специалисты в области русского языка, литературы. Но на самом деле, если вы посмотрите интернет и наберете корпус русского языка, то вы получите массу дополнительной информации, как вот этот ресурс используется в разных уровнях в образовательных учреждениях. Вот я здесь поместил ссылку на страничку Studia.ru, называется. Вот здесь приведены масса примеров, приведена, как используется корпус русского языка в разного рода исследования. Особенно интересны эти исследования проектной деятельности в школе. Значит, много всевозможных видеоматериалов на эту тему размещается. В частности, вот на этом слайде ссылочка на видеоролик в YouTube, как используются примеры использования корпуса русского языка в школе. Много всякого рода мероприятий проводится, конкурсов, в которых используется корпус русского языка. Ну вот в своем выступлении я бы хотел просто остановиться на тех примерах, которые у меня есть. В каждом мероприятии, в каждом тренинге для учителей, для школьников, для студентов, будем условно говорить, для студентов, предлагается проведение некоторых исследований. Примеры таких исследований я хотел бы вот в своем выступлении просто привести, чтобы каким-то образом осветить, что такое корпус русского языка, и если вы с ним не знакомы, посмотреть, какие возможности он предоставляет. Ну, прежде всего, интерфейс этого ресурса очень прост. Он выглядит вот таким образом на сегодняшний день, хотя работа над современными интерфейсами, совершенствованием интерфейса сейчас ведется, но на сегодняшний день вот картиночка выглядит вот таким образом. Посмотрите, это обычная форма, и в этой форме мы с вами посылаем разного рода запросы. Запросы могут быть разноуровневыми, многоплановыми и так далее. И вот на этих примерах, которые я хотел бы сейчас вам привести, я могу показать, как выглядят какие-то исследования. Вот первый пример. Совершенно недавно в русском языке появилась новая устойчивая возможность кофе использовать в среднем роде. Спрашивается, почему? Значит, может быть, слово кофе использовать в среднем роде стало популярным? Или, может быть, слово кофе происходит от слова кофе, и поэтому оно было мужским родом, а на самом деле к слову кофе применим и средний род. И вот корпус русского языка позволяет провести такое исследование. Посмотрите, вот на следующем слайде просто уже содержится вырезка. Значит, есть запрос на корпус, где слово кофе используется в мужском роде, и слово кофе используется в среднем роде. И обратите внимание, кофе в среднем роде используется всего 2 раза во всем корпусе, а слово кофе в мужском роде 334 раза. То есть отсюда, естественно, напрашивается такой вывод простой, что использование слова кофе в среднем роде никак не связано с популярностью использования в устной речи, в письменной речи этого
слово в среднем роде. Ну и здесь же, посмотрите, позволяет корпус русского языка строить график частот использования. Обратите внимание, вот тут нижние две линии проведены, они, возможно, плохо видны. Вот верхняя линия желтого цвета – это слово «кофе», использование слова «кофе» по годам, начиная там, с 1800 года по настоящее время. И слово «кофе», которое используется тоже вот в корпусе, встречается, но оно совершенно мизерное. Синего линия цвета, она совсем низко находится и ничтожно мала по сравнению с словом «кофе». Следующий пример, который тоже можно было бы привести, следующий слайд, это пример, связанный с использованием различных слов и их популярностью. Ну, такой типичный пример – компьютер и ЭВМ. Значит, обратите внимание, мы в одной диаграмме можем разместить графики использования вот, слова «компьютер» и ВВМ вот в корпусе. И если мы пронаблюдаем картиночку, какой тренд у нас происходит, синего цвета тоже очень мизерная там картиночка, можно было бы ее, конечно, увеличить. Это слово, да, следующий слайд нужно, наверное, перевернуть. Слово «ЭВМ» используется незначительно в последнее время, но и приоритет, динамика такова, что слово «компьютер» становится наиболее популярным. Следующий пример – популярность профессии. То есть мы можем попросить корпус выдать частоту, с которой встречаются разного рода профессии. Летчик, космонавт, врач, учитель. И вот мы видим, что у нас тут же появляется диаграмма, в которой мы можем видеть, как часто использовались вот эти слова в корпусе в разные годы. Причем тут есть, естественно, повод для размышлений, для историков, для культурологов. А почему, скажем, слово «летчик» там имеет какие-то пики, и эти пики приходятся, скажем, ну вот видно, что на годы войны, а затем еще и на 60-е годы, это ясно, что связано, по всей видимости, с космонавтикой, а еще и с 80-ми годами. Какое объяснение? То ли профессия летчика была настолько там денежной, популярной, поэтому становилась. А есть еще и другое объяснение. Например, в 80-м году вышел фильм «Экипаж», и тогда слово «летчик» стало достаточно популярным. Ну, экипаж и Миминов в отечественной на советском экране появились вот эти два известных фильма. Здесь, кстати, можно разного рода, не только вот по профессиям эти графики строить. Ну, например, вы можете предложить, назад, можно еще раз, предложить провести частотный анализ использования разного рода слов. Ну, например, танцы, танго, там, вальс, хоровод, в конце концов. И вы увидите, когда впервые вот эти слова начали использоваться, какова история, где пики, какова динамика использования этих слов вот в тех примерах, которые у нас есть в корпусе русского языка. Ну и еще один пример, он связан с экранизацией Анны Карениной. Если кто видел последнюю экранизацию 2012 года, то, наверное, заметил, что в основном преимущественно фон сине-голубого цвета. Ну, естественно, студенту можно было задать вопрос, а исследовать, не связано ли это с тем, что в романе Толстого цвета голубой и синий встречаются чаще, чем другие. Ну и такой частотный анализ тоже можно провести, и если посмотреть на результаты, то результаты будут выглядеть следующим образом. Саша. Вот сравнительный анализ показывает, что слово «голубой» 3 раза встречается, слово «синий» 1 раз встречается. Например, слово «красный» встречается 10 раз в этом романе. «Зеленый», соответственно, тоже 1 раз. То есть нельзя сделать вывод, что режиссер, подбирая цветовую гамму, он каким-то образом опирался на замысел и текст Льва Толстого. Ну и последний пример, на котором я бы тоже хотел особо остановиться, это пример, уже связанный с семантическими исследованиями. То есть у нас с вами есть устойчивое такое впечатление, что больше о психологическом, духовном, и его как бы описания не связаны с предметными
такими признаками. Ну, вот можно провести такое же семантическое исследование и, скажем, по всем произведениям Достоевского их выбрать, во-первых, из корпуса и создать свой подкорпус, а затем провести исследование, насколько часто встречаются слова, которые относятся по семантике к предметному признаку, например, еда и напитки, и к психологической сфере. И мы увидим четко, что действительно у нас психологическая сфера превосходит, ну, вот по тому объему, нежели еда и напитки. Вот здесь эти цифры приведены для примера. 6603 семантических признака относятся к еде и напитки. Психологическая сфера 16226 схождений, которые у нас есть. По 30 произведениям Достоевского вот такой анализ может быть проведен. Кстати, вот последние слайды – это выдержки из тех отчетов, которые наши студенты делают. Значит, они оформляют это в виде презентации, ну и делают выводы. Следующий шаг и следующее, последнее как бы высказывание, я бы закончил свое выступление вот словами, которые в презентации написал математик первого курса, который занимался исследованиями в корпусе русского языка. Он так и написал: корпус русского языка является очень увлекательным и полезным ресурсом, позволяющим проводить интересные исследования в области русского языка. Исследования, проводимые мной в корпусе, оказались очень увлекательными, позволили подчеркнуть что-то новое для себя. Очень понравилось то, что сколько времени можно сэкономить, используя этот ресурс и так далее. Я хочу сказать, что вот эти исследования можно проводить не только на уроках русского языка и литературы, эти исследования носят и межпредметный характер. Ну, например, можно взять и сравнивать два текста и попытаться, используя корпус русского языка, определить, написаны ли эти два текста одним человеком. Или, например, насколько тот или иной текст соответствует стилю ну, какого-то определенного писателя в сравнении, вот, опять же, используя эту базу данных, используя разный частотный анализ, количественный анализ, разметку с определенным содержанием. Вот такие исследования можно проводить. Ну, я бы на этом свое выступление закончил. Большое спасибо. Всем здоровья. Спасибо, уважаемый Илья Иванович, уважаемые коллеги. Вы можете сейчас задать профессиональные вопросы нашему коллеге. Действительно, очень интересный ресурс. И это профессиональная задача, которая, я думаю, что станет основанием для применения данной платформы учителями русского языка, литературы. Поэтому мы надеемся, что Илья Иванович впоследствии будет сопровождать и, может быть, вебинары, семинары, если будет такой запрос от вас, уважаемые коллеги. Мне кажется, есть возможность сейчас этот контакт профессиональный установить. Участники конференции, мы подходим к завершению международной научно-практической дистанционной конференции. Мы сейчас работаем в режиме онлайн, и у нас есть возможность, уважаемые коллеги, если вы желаете подключить вас к работе нашей конференции. Вы можете подключиться и выразить несколько своих слов благодарности, либо подключиться словами, связанными с какими-то профессиональными предложениями. Поэтому, уважаемые коллеги, такая возможность у вас есть. В завершении конференции я хочу вас проинформировать, что начиная с сегодняшнего дня мы будем готовить проект резолюции. Проект резолюции будет направлен в ваш адрес в течение этой недели. Далее мы предлагаем обсуждать проект резолюции, уважаемые коллеги, до 10 апреля. Поэтому я надеюсь, что наши участники, профессиональное сообщество подключатся к формированию и проекта резолюции, и я прошу в наш адрес направлять свои предложения. Все контакты, уважаемые коллеги, сейчас будут выведены на слайде. Это контакты и Марии Анатольевны Габовой, и официальный сайт нашего института, и, конечно, почта нашего института. Нам очень важно, уважаемые коллеги,
что на уровне Российской Федерации продолжает реализовываться ведомственная программа по поддержке русского языка. В 2020 году Институт развития образования включился в проект по развитию кадропотенциала педагогов по вопросам изучения русского языка в рамках ведомственной федеральной целевой программы. Сегодня, уважаемые коллеги, мы хотим вас проинформировать, что данная программа, она рассчитана, конечно же, на всех педагогов, которые включены в наше единое образовательное пространство. Мы будем вас информировать о важных профессиональных событиях нашего проекта. Сразу хочу сказать, что в рамках данного проекта будет реализован конкурс на выявление лучших практик преподавания русского языка и как иностранного в том числе. Мы планируем создать платформу, на которой будет размещаться сетевой образовательный проект, который будет объединять педагогов и субъектов Российской Федерации и коллег из стран наших партнеров. Начиная с сентября 2020 года будет создана электронная библиотека для всех субъектов Российской Федерации и для наших стран-партнеров. В рамках данного мероприятия мы будем обращаться и к вам, коллеги. У вас будет такая возможность опубликовать методические рекомендации, возможно, ваши материалы конкретные по урокам. И это будет тот ресурс, который будет позволять нашим педагогам формировать профессиональные компетенции в необходимом нам режиме. Конечно же, график вебинаров и семинаров, круглых столов, которые мы будем проводить, уважаемые коллеги, также будет доводиться до вашего сведения. Но и то, что мы уже с вами говорили, уважаемые коллеги, в Коммерс-Республиканском институте развития и образования в октябре 2020 года при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации пройдет образовательный форум, который будет посвящен вопросам изучения родного языка, преподавания и обучению родному русскому языку. Я приглашаю вас, уважаемые коллеги, принять участие в конференции. Мы будем формировать информационный корпус нашего письма уже в апреле. И мы понимаем, что у нас будет возможность, конечно, подключиться в дистанционном режиме, но мы очень надеемся, что в сентябре, в октябре ситуация в мире позволит нам встретиться очно. Я думаю, что эти надежды и наши намерения профессиональные станут нашим совместным результатом. Уважаемые коллеги, мы подводим итоги. И мне сейчас наши коллеги подскажут, есть ли у кого-то желание подключиться в онлайн-режиме. Коллеги, в онлайн-режиме мы работаем вместе с вами. И вы можете продолжать задавать вопросы в чате. И в завершении конференции, уважаемые участники, мы вас благодарим. Мы благодарим, что вы нашли профессиональную возможность подключиться к международной онлайн-конференции. Мы действительно сегодня попытались сформировать линейку выступлений, которая сегодня позволяет нам осознать, что мы работаем на благо наших педагогов. А если мы работаем вместе с нашими педагогами, то мы формируем и наше будущее. Потому что мы работаем и с нашими детьми. Поэтому, уважаемые коллеги, я еще раз благодарю вас всех с пониманием, осознанием того, что мы не только любим русский язык, мы профессионально подходим к вопросам его изучения, преподавания, обучения русскому языку. Уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что наши профессиональные контакты, они, конечно, станут основанием для культурных обменов, для образовательных обменов. И мы сделаем все возможное, чтобы были созданы профессиональные сети педагогов русского языка Российской Федерации и в странах, которые являлись участниками проекта. Я благодарю всех выступающих за столь профессиональный вклад, который вы сегодня вносите в развитие русского языка. Уважаемые коллеги, конечно, мы послы.
Мы послы русского языка, мы послы мира и культуры. И мы очень надеемся, что все наши педагоги, и мы, и профессиональное сообщество, конечно, будем здоровы. И вот именно со словами благодарности и пожелания всем добра и здоровья мы завершаем международную онлайн-конференцию. Спасибо, уважаемые коллеги.